Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Масера Бюстиквел. Доброй ночи, уважаемые друзья. Так, сейчас постараемся. Так. Отменить, включить. Сейчас наш телеграм-канал включим. Начать трансляцию. Так. Итак. Закроем, так сказать, Аль-Джами. Слышно? Так, включили. Так, телеграм Чабочан Хэшу Ватс Аль-Джами. Слышно меня в телеграме? Алейкум ассалам. В инстаграме слышно? Так, сейчас посмотрим, что у нас. Разрешить говорить. В телеграме слышно. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Все. Братья в телеграме активны. Башла муху. Альхамдулиллах. По воле Всевышнего Аллаха все хорошо. Живы, здоровы. Все нормально. Шунсухайшуй. Меня слышно? Хэшу, башла. И это я уже с инстаграма. В телеграме я понял, что меня слышно. Алейкум ассалам. Хэшу, 100%, если тут слышно. Все хорошо тогда. Итак, друзья, сегодня я хотел, конечно же, там были некоторые вопросы, но по этой книге я много раз и отвечал, и буду еще отвечать и говорить по ходу. Одна из, после вот эти две книги, вот эти две книги, одна Гурам Гумба, другая Хасан Бакаев, являются, так сказать, одним из самых главных источников знаний древней истории нашего народа, об Урарту, о Нахчиматянах. Я вопрос под одним видео оставил. Ответ будет: я не видел твоего вопроса. Мне приходит тысячи вопросов, так что, если тебе не трудно, отправь его заново, я тебе скажу. Если знаю, если нет, так нет. Вот, в этих книгах есть, в принципе, все. Особенно, что касается частые вопросы, которые задают нам в эфире, чтобы было содержание было понятно всем людям, которые снова и снова. Это здесь о родстве чеченского языка с хурито-урартским, нахчи и нохчи, нахчмат или нахчамат, инновации Н.Ф. Яковлева и Заурбека Мальсагова. 4 параграф. Нахчи как общее самоназвание чеченцев и ингушей. 5. Чи – человек и чий – люди. Изыскание Адольфа Дира. 6. Пастырь горных земель Кирилл Данаури. 7. 5 городов с названием Нахичевань и княжество Нахчерий. 8. Крепость Нахичевань в Кахетии. 9. Нахичевань, земли рода Нахчта. 10. Нахчеван и чеченские тептеры. 11. Нахчеван и хуриты. 12. Нахчеван и Нахичевань. 13. Нахчеван, Гути и Низир. Гора Спасения. 14. Арцах и Тайп-Варандой. 15. Чеченцы Дзурдзуки. 16. Этимология названия Дзурдзуки и Дурдзуки. 17. Дурдзуки и Бунтурки. 18. Сарматы и Дзурдзуки. 19. Дзурдзуки в Причерноморье. 20. Чеченцы-кистинцы. 21. Шарвай, Ширван, Шаруэли, Шарур.
22. Страна Халеб в чеченских тептерах. 23. Царство Халеб, Нухаши в Сирии. 24. Сасаны, Шишены и Нахчи. 25. Кавказ и кавказиане. 26. Кавказиане и кабанцы. Заключение, библиография, статьи и заметки, этимологии. Вот эти особо важные вопросы, которые очень часто задаются, есть в этой великолепной книге Хасана Бакаева, которые мы непосредственно очень часто задают, спрашивают. Вы должны понимать, редко получается что-либо из этих вопросов в 2 строках поместить. Поэтому желательно, конечно же, мы публикуем о Нахчи, Нахчеване, вот в этой области мы понемногу публикуем. Но вы должны понимать, чтобы было больше понимания. Я в эфире зачитать, мне тоже это, в принципе, не трудно. Но все-таки, чтобы было понятно, проще купить книгу и себе сделать заметки, оставить. Эта книга, эта настольная книга должна быть у каждого достойного представителя нашего народа, который изучает историю и любит нашу историю. Вот. Что касается Гурама Гумбы, сейчас постараюсь. Здесь содержание намного больше, но постараемся быстро пробежать, особенно важно. Глава 1. Нахчийские племена Центрального Кавказа, первое тысячелетие до нашей эры. Нахчиматяне, Ашхарайцуца. Граница азиатской Сарматии с Колхидой. Граница азиатской Сарматии с Картлей и Берией. Кавказиане, Леонтием Равели. Малхи. 3. 4. Махли античных источников. Глава 2. Данные археологии, языка, топонимии, антропологии и фольклора о расселении нахчийских племен. 1. Археология. 2. Язык. 3. Топонимика. 4. Антропология. 5. Фольклор. Глава 3. Кавказские хоны и цанары. Кавказские хоны. 1. Цанары. 2. Бунтурки и турки в древнем Картле. 3. Глава 4. Общая этноязыковая ситуация на Кавказе и в Передней Азии в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. 1 глава. Хурита-уральские, нахо-дагестанские племена, хатско-абхазские, адыгские племена, индоевропейские племена, картвельские племена, мушка-мосхи-масахи. Глава 5. Нахчийско-преднеазиатские этнокультурные связи. Нахчийско-преднеазиатские этнотопономические параллели. 2. Причины пути миграции населения с юга на Кавказ на рубеже 7-6 веков до нашей эры. Цаны, Макероны, Махелоны, Гугарк и Гугары. Глава 6. Предпосылки образования Нахчийского государственного объединения в первом тысячелетии до нашей эры. 1. Земледелие и скотоводство. 2. Металлургия и ремесленное производство. 3. Демография и оптимум. Городища и поселения. 4. Торговля внутренней, международной, усугубленной социальной, имущественной дифференциацией. 5. Религия. Глава 7. Нахчи и скифы. Глава 8. Образование Нахчийского государства объединения на Центральном Кавказе в середине первого тысячелетия до нашей эры. 1. Объединение нахчийских племен 4-6 века до нашей эры. Соаны Страбона. Южные границы Нахчийского государства объединения 6-4 века до нашей эры. Глава 9. Нахчийское государственное объединение на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры. Нашествие сарматов. Падение Ахмедиянской империи и новая волна миграции племен Центральной района Южного Кавказа на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры. Так, дальше. Кавказская Гиркания, античных источниках. Понтийское царство и страны Кавказа в конце 4-го тысячелетия, начало 3-го тысячелетия до нашей эры. Основные исторические концепции Леонтия Равели. Нахчийское государство объединения в 3 веке до нашей эры. Нахчи и проблема образования Картлийского царства. Происхождение царского рода именно Парнавазинов написано. Парнавазинов, чтобы было понятно. Не Фарнавазов, а Парнавазинов. Война Парнаваза с понтийским царем. 4. Падение Нахчийского государственного объединения.
Вместо заключения библиография, список сокращений, указатель личных имен, указатель географических, этнических и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас в последнее время очень сильно пытаются некоторые люди исказить, но начиная говорить Фарнаваз, но в истории они записаны как Парнаваз непосредственно. Итак, это закончили по литературе. И сегодня это не пятница, в пятницу, субботу, воскресенье мы будем непосредственно работать, или в пятницу, или в субботу, или в воскресенье будем работать по литературе. Если у вас есть какие-то вопросы, или же хотите обсудить, задавайте, и мы обязательно, я постараюсь на них ответить, если таковые есть. Или в продолжение прошлой темы, в прошлый раз мы... Кажется, после даже того, как выключили Инстаграм, я попросил вас перейти на Ютуб и Телеграм, мы закончили эфир во время утреннего намаза. Только в это время было очень много и острого, и, как говорится, больного. Но все-таки мы поговорили, и в конце концов, в принципе, как таковой, никто друг друга не обидеть, не задеть не хотел, но некоторые люди, к сожалению, воспринимают добродушие за слабость. Поэтому, как говорится, мы всегда готовы. Ну, или почти всегда готовы. Что касается последнего видео, которое мне скинули, точнее, этот Авар Адаб, кажется, он непосредственно закинул вот этот ролик с этим историком. Там был написан иракский историк, что ли, я не знаю, ни имени, не знаю, как его там зовут, откуда он. Потом по ссылке я попросил проверить, у него со своего канала он удалил, но наш чеченофоб вырезал это, то ли скачал и закинул его. Я не знаю, совместно они работают или нет, но некоторые люди говорят, зачем там приколы, можно было бы ДРС-хил, можно было бы там поставить документы. Чтобы не было документов, там 3 основных пункта, которые были смешными. И на самом деле мы столько говорим об этом, и мне нетрудно было как бы и расписать его. Я написал, в тексте было указано, какие документы, 2 документа я указал, типа указаний, что нигде нету того, что имам Кавказа, нету никаких документов, кроме российских. Ну, друзья, о каких документах, кроме российских, можно говорить? Мы живем в Российской Федерации на сегодняшний день. В то время проиграли, вошли в Российскую империю. Все экспедиции сюда были отправлены в основном во время Российской империи, начиная с первой половины. Да, можно сказать, активно действовали с 17-18 веков. Уже активно начинается экспансия на завоевание стратегически важных геополитических путей. Это Северный Кавказ, в принципе, полностью. Поэтому говорить сегодня нельзя использовать. Это Даиф, кажется, использовал эту тематику, указывал, Даиф указывал, что вот якобы написаны КГБшниками, ФСБшниками документы российские и так далее и тому подобное. Ну, скажу так, все, что есть, мы можем использовать и рассказывать по ним. Что касается тяптеров, вы слышали в прошлом эфире, когда ты начинаешь говорить о национальных тяптерах, у некоторых людей начинаются судороги. То есть это сказки и так далее. Ну, мы можем сказать, любой чеченец может сказать, те, кто говорят о Чечне, если будут рассказывать что-либо там, типа там Ясак платили и так далее и тому подобное, кроме официальных данных, мы можем сказать, ну это сказки. Откуда вы это взяли? Мы не верим. Нету никаких подтверждений, ни археологических нету, ни документальных нету там, официальных и так далее и тому подобное. Поэтому говорить, что, во-первых, рассказывать о том, что Чечни не было, а был Дагестан, ну, извини, для начала больше, чем смех, это, извините, я вам говорю, извините, не ему, больше, чем смех, это ничего, конечно же. Вообще Дагестан появился в 1920-х годах, само название. До этого там, то Лезгистан, то каждое общество по отдельности и так далее и тому подобное оно записано. Ничего удивительного нету. Потом под общим наименованием, как появились, уже начали обсуждать другую тематику.
начали говорить по-другому. Второе, то, что он имам Шамиль был имамом Дагестана и Чечни. Эту тематику очень сильно лоббирует, особенно этот Красный Горшок и остальные, там, Хафизов, они там хотят указать. Но официальных документов, на которые мы ссылаемся, есть, вы видели, и вчера я загружал, и сегодня загрузил, где записано, что первым имамом, точнее имамом, он был в начале 4 года, пока он был в Дагестане. После того, как в Ахульго было падение, он перешел, когда его уже официально все чеченцы сделали своим имамом, он стал имамом Чечни. И потом чеченцы, отвоевав по указанию Шамиля части ранее тех обществ, которые были уже под Российской царской империей, оно потом уже стало непосредственно имамат Чечни и Дагестана во всех официальных. И во время последний документ, который записан в Калуге в 1859 году, последний имам Чечни и Дагестана. Посмотрите сегодняшний документ, который я загрузил. Это была вторая ложь, не считая. Потом он говорит, что была Дагестан, Черкесия и Кабарда. Ну, во-первых, таких не было наименований. Это, конечно, ерунда. Во-первых, черкесы, и кабардинцы, и адыги — это все один народ. Адыги, если, опять же, исходить из его логики, которая записана не российскими документами, они себя называют адыги. Или же там потом уже черкесами, а потом уже в конце только адыгейцев отдельно, черкесов отдельно, кабардинцев отдельно. То есть Кабарда, которая была небольшой частью всего черкесского, адыгского народа, его посчитали, там, говорит, этого не было. Ну, как говорится, флаг в руки, барабан на шею, пускай и дальше говорят. А последнее, то, что начали говорить, опять же, то, что имам Шамиль был там имамом всего Кавказа, мне до этого дела нету, пускай говорят, потому что они имеют на то право. Но вот когда уже перешли и начали рассказывать, что якобы шейх Мансур был имамом Алдов, тут он, конечно, борщанул. Ну, таких имамов было в каждом селении, если так говорить, все, кто проповедует там, или не знаю, имам мечети там, Сунжинской, имам мечети Бердыкельской, имам мечети там, Шатойской, и таких имамов было много. А что касается шейха Мансура, он попросил помощи, призвал, да, он призвал всех мусульман. Но официально всех документов, в том числе, которые были записаны, и да, уже далеко 1849 год, этот документ опубликован, опять же, Российской империи, и говорится о чем? Говорится о том, что непосредственно имам Шамиль, точнее, шейх Мансур был первым имамом, и вот с него уже появились дальше Гази Мухаммад, Гамзат Бек и имам Шамиль. Вот так вот. А что касается роликов, которые мне некоторые вопросы, которые поставили, вот почему врезки, вставки. Послушайте, это глава Чеченской Республики, официальное лицо, мягко на чеченском языке. К нему приезжает лидер партии ЛДПР, Слуцкий Леонид, если я не ошибаюсь. Он привозит официальный документ, который прошел все экспертизы и который доказывает о том, что это является официальным документом, и на этом документе уже указывается, что Умахан там Аварский называет шейха Мансура имамом и остальное, ну и так далее и тому подобное. Да? Я в подробности дальше уже можете по документу посмотреть данный видеоролик. И говорить, что вернулась история, что это все официально, это проверено, и это там же находится президент Академии наук Чеченской Республики Умаров Джамбулат. И официальные лица, там же находится председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, там же находится министр информации и печати Дудаев Ахмед. Все официальные лица, там нету никаких блогеров, никаких неизвестных историков, которые появились и начинают нести чушь. И если они об этом показывают на всю Россию, вещают это общественных на российском телевидении, на ГТРК, Грозном, на войнах, Россия и так далее и тому подобное, то и вы должны понимать, что это государственные чиновники, и им заниматься
подлогом и всем остальным, это будет немножко не то. Люди бы появились сразу, которые попытались бы опровергнуть, сказать, что это недостоверно. Поскольку официальные документы и официальные лица, я показал, что этот человек на ролике лжет, и показал вам официальный документ, который был проверен, привезен из архивного документа. Ты веришь или нет, я тебя не прошу. Нормальные люди, которые занимаются наукой, они должны, если подвергают сомнению, предоставить аналогичный документ, противоречащий или говоря, что это неправда. А так, кто тебе верит? Ты боишься даже, грубо говоря, написать свое имя, фамилия, отчество. Ты прячешься под чужой аватаркой, за чужим никнеймом, ни лица, ничего. Кто тебе верит? Вот вся проблема. Тебе-то как раз-таки никто и не верит. А им верят, потому что это официальные лица. Но опять же, если есть доказательства, что это недостоверно, предоставьте, покажите, опровергните и скажите, вот на официальном уровне сказали неправду. Если, конечно же, это неправда. Если же вы молчите в тряпочку и не доказываете, и не можете доказать, что это обстоит иначе, то тогда это является официальной информацией. Дальше мы показываем документы. Я показал вам там две пары документов о том, что он имам Чечни и Дагестана. Второе о том, что, опять же, даже если они не говорят, я официально опубликовал из сборников документов, там написано, что и сегодня опубликовал, что шейх Мансур имамом Кавказа называют. Вот, поэтому здесь ничего нету в этом опровергнуть или не опровергнуть. Просто когда ты ставишь сухие документы, некоторые люди не понимают об этом. А когда ты ставишь, что смеешься и понимаешь, ты просто-напросто никак по-другому нельзя. И после этого есть сейчас еще один ролик. Еще одна молодая девушка начинает рассказывать, но ей простительно, я не думаю, что она историк. Когда вернут Сунжинский и Малгобекский район? Куда вернут? Когда? Ассаламу алейкум, алейкум. Мича хажлурувар. В смысле мича хажлурувар? У меня на канале есть этот ролик, о котором я говорю. И опять же, многие люди через такие ролики как раз-таки больше всего узнают о своей истории. Здесь нету никаких, чтобы не было межнациональных конфликтных ситуаций. Еще раз повторюсь, в любом случае, любые документы, которые есть, которые используются, Ибраим, Чуауала, эдовой группе, чу бакан еще большего эфирю алей, ссылк даятня, цеятня даятансиги. Официально то, что могли опубликовать, доказать и показать, мы показываем. И просто-напросто сухие информацию, листы, где написана информация, он может сказать просто-напросто сказать, ну это российские источники, я им не верю. А каким источникам мы должны верить? Еще раз повторюсь. Каким? Эта девушка начинает рассказывать, и она говорит, что Гази Мухаммад был имамом Дагестана и Чечни. Со всем уважением ко второму уже имаму, или первому имаму Дагестана, Гази Мухаммаду. Во-первых, вся Чечня вообще не была под Гази Мухаммадом, только небольшая восточная часть была под ним. Небольшая. Конечно же, участвовали, многие чеченские тейпы участвовали в Газавате, я не говорю, что этого не было. Но это не Чечня. То же самое, когда некоторые пытаются преподнести договор Шейх-Мурзы Окотского, как будто бы он заключил его от всего народа. Там определенная часть, которой Шейх-Мурза Окотский заключил договор и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, там же написан договор от Шейх-Мурзы Окотского, не от всего там чеченского народа или так далее и тому подобное. Или от всех, там, не знаю, мисджегов или от всех кистинцев. Нет уж такого документа. Поэтому в то время по обществам, те или иные общества, которые первые заключили, какие-то сношения были с правительствами, с царской России или московской Руси. Вот, это разное время. Поэтому мы должны понимать и знать, что
Я надеюсь, что мне прислали сейчас и опровержение, возможно, опровержение этой девушки, которая тоже рассказывает о Гази Мухаммаде, тоже будет, наверное, вы познакомитесь с ней, точнее, ознакомитесь с данным роликом. Башлам хугру пьюцар лях ас сториси кус ираха эфир. Не, Ибраим, там уже все, Ибраим, щуквась на то. Куши Ибраим, мушиши. Ибраим, щуквась на там, другая группа была просто у нас. Хайт, Алирцар, Бахкичар. Но они подключаются, тоже читают, смотрят. Интересно, долхундари. Это хорошо. Так что, если есть выступление, если есть высказывание, то есть, конечно же, и ответная реакция. Если этого нет, мы занимаемся своей историей, как занимались, как это делаем всегда. Я вам зачитываю книги и показываю их. Ну, примерно, смотрите, эту книгу я показал, да? Но многие не знают и многие забыли, что тут есть целые экспонаты. Вы, может быть, и не видели многие, просто-напросто. Посмотрите, какие великолепные были сельскохозяйственные, смотрите, видно, да, какие топоры у нас были. Это чисто, посмотрите, какие сани были. И здесь это все, что использовали, посмотрите. Это намного интереснее того, чтобы там разоблачать всяких фейкометчиков. Посмотрите, какие лопаты, какие... Это все с древности, то, что было у нашего народа. Посмотрите, какой плуг. Посмотрите. Видно, да? Посмотрите, какая красота. Это все изобрели и этим пользовались наши с вами предки. Посмотрите, какие деревянные грабли были специально сделаны. Всем видно? Посмотрите на эту красоту. В этой книге, и их там, вот сейчас дальше показать, их очень много. И косы, и там, что тут еще, грабли, сани различные. Ну, все это, конечно же, не всякого сомнения, является культурным наследием нашего народа. Вот в этой книге. Книга сама старая. Но не эта книга старая, она напечатана еще в 90-х годах, если я не ошибаюсь. Вот. Изначально она напечатана, нет, соврал. Она перепечатана в 2004 году. Вот. Хасею. Посмотрите. Вот. Поэтому у нас очень много интересных моментов, которые мы можем показать и рассказать без этого. Магаит скопировать Игорь. Итак, друзья, что мне хотелось бы еще? Вы знаете, очень сильно некоторые нарнийцы заботятся о моем здоровье. Чтобы было понятно, раз они заботятся о моем здоровье, я бы хотел бы показать, не им, конечно, а вам, остальным, те, которые спрашивали, почему там диеты, не диеты и все остальное. Сейчас я постараюсь вам показать, я в прошлом эфире говорил вам, заботиться о моем здоровье, я бы хотел бы показать, не им, конечно, а вам, остальным, те, которые спрашивали, почему там диеты, не диеты и все остальное. Сейчас я постараюсь вам показать, я в прошлом эфире говорил вам, продукцию, которую мы как настоящие патриоты, это наша продукция. Хочу вам ее показать. Посмотрите. Вот такая вот продукция.
Ардак Энжижгду. Это суджук. Видно? Чисто диетическое. Это билтинг. Филе из курицы. Великолепное просто. Это все натуральное. Ахвача очень сильно переживает за мое здоровье. Чтобы не переживали, можете вздохнуть. Натуральный продукт, который я вам показывал. Сушеное мясо, чай. Все для здоровья, укрепления иммунитета. Мы болеть не имеем права. Алхамдулилlah. Нам нужно работать. Нам нужно очень много информации довести для своих подписчиков. Мы это будем делать. Сделали. Особенно, почему, вы знаете, я, когда что-либо показываю, люблю показывать отечественное. 100% национальный продукт, который халяльный, который помогает нашему здоровью. Тот, кто тренируется, тот, кто держит диету, у кого особенно для взрослых людей, которые непосредственно, нани дочь, вот этот облепиховый чай, он просто великолепен. Давление, особенно те, кто знает, это натуральный продукт, который понижает. Там малина, там клюква, все три вида чая. Вот. Ищ ситуацию. Ладно, теперь к вашим вопросам. Если есть вопросы, задавайте вопросы, и мы ответим. Да, а я считаю, что именно нужно отечественный непосредственно продукт нужно поддерживать. Все это натуральная курица, сушеное мясо, все это просто... Изначально, когда я начал только использовать его, я не знал, что насколько это питательно, насколько это особенно на здоровье влияет. Чай, тот, кто простыл, у кого давление, просто необходим. Этот чай должен быть у каждого человека, у кого есть проблемы с давлением. Один хороший упаковочку взять, раз отрезал, там где-то до 20-30 штук, кажется. Каждый раз давление, все будет хорошо. Башлам, видел, как ты посетил затопленные села в Дагестане наших соотечественников. Да, друзья, я посещал селения Кадыр-Атар, Адиль-Атар, Тутлар, везде прошелся. В то время еще уровень воды был высокий, дожди еще шли. Сейчас обстановка там уже немножко иная, сейчас там уже очень много блогеров, которые проехали, там руководство региона приехало и так далее и тому подобное. Мы показали, многие, честно сказать, и не знали, что эти села есть там, особенно для тех людей, которые не знали. Мне позвонили где-то с десяток человек, честно, Валлахи, дагиби ас эрмадачун, с десяток человек позвонили, которые перевели очень хорошие суммы для поддержки наших братьев из селения Кадыр-Атар, Адиль-Атар и Тутлар. Хорошие для нас имеется в виду. Это не миллионы, конечно, как могут себе позволить некоторые. Хорошие суммы. Двое позвонили, сказали, что по 500 тысяч, там кто-то 400, кто-то 200 тысяч. И буквально дня 2 тому назад один наш брат тумсоевец Умар еще 200 рубашек в упаковках прислал. Я должен сейчас их отправить туда нашим братьям. Это молодежные, имеется в виду, для молодых ребят. Рубашки летние. Каждый пытается помочь так, как умеет, как может. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Акинский волк, детейлинг Юта. Ищ ситуацию. Ситуация, конечно, там очень плачевная была на тот период. Но сейчас там, насколько я знаю, после этого и тракторы, и КАМАЗы с гуманитарными помощями, и мебели. Но я слежу, я с ребятами на связи, они сразу, многие скидывают мне информацию.
доводят до меня. Я распространяю то, что уже, как говорится, не хочу повторяться, но не люблю я, когда уже у всех есть. Если что-то из эксклюзивного, я его публикую. Вот. Из-за этого эксклюзива и произошел вот этот инцидент, который буквально я вам еще за 3 часа вперед зашел в эфир. Некий этот адвокат прокурора, что ли, прокурор адвоката, не знаю, зашел и мне буквально вчера или позавчера скинул наш брат, его зовут Мухаммад Бешир, он скинул оттуда видео, снял, показал свои там родовые башни ингушские, там, в войнах и вместе и так далее и тому подобное. Из-за этого там начали под ним писать, это твой снял, дай его номер, адрес, телефон. Они даже не знают, кто этот человек. Я не хочу лазить в внутренние темы, чтобы лишний раз это, как говорится, не заморачиваться. Ну, прислали, да, туда-сюда, все сказал, ничего лишнего нету. Салам кинул, закинул, там буквально 15 секунд, что ли. И вот многим задело, понимаете, как будто бы со мной, валлахи, биллахи, талахи, огромное количество уарсхвай, почти каждый день на связи, ролики делают, присылают, спрашивают. У меня все хорошо со всеми достойными братьями в Ингушетии. То же самое и в Дагестане. В Аухе сейчас активно братья подключились. Альхамдулиллах, и хасаюртовские, и ауховские братья подключились. Это очень важно, потому что мы должны показывать единство. Мы должны показывать, как мы вместе преодолеваем все, как говорится, проблемы. И это необходимо показать. Потому что в тяжелые времена особенно люди ждут объединения, единства. И мы стараемся максимально это делать. Поэтому как-то так, как-то так. Пусть Всевышний воздаст им благом всем, кто так или иначе помогал. Аминь. Аминь. Итак, друзья, задавайте вопросы, если у вас есть. Если хотите аудио вопрос, переходите на телеграм-канал. Можете аудио вопрос задать. И башлам. Кабаннахи это чеченцы? Кабаннахи. Я не знаю, что за кабаннахи у тебя. Я не знаю никаких. Есть кабанская культура, есть нахчи. Что ты написал, я не знаю. Вот так вот. И вот я вам рассказал о том, что... Так. Есть вопросы? Задавайте вопросы. Там я написал, зачем писать там куда-то башлам. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Ваша, я слышал, тайпы Заугой и Зумсуай очень близки. Это правда? Не слышал такое. Но Заугой это Эккой, Зумсуай, Заугой, весь чеченский народ, по сути, друг другу близок. Но они не относятся к друг другу, потому что Заугой это акинский тайп, Гар, Некай, называйте каждый по-своему. У них гаплогруппа другая, а так все мы друг другу родственники и братья. Мы один народ. Башлам, бацбит, шмюльшбу, тайп, дуй, из меча аушбу. Бацбийцы, насчет бацбийцев, смотрите, есть бацуай, есть бацбийцы, это разные тайпы, чтобы понять. Вай бацуай бу, бу-суай бу, бацуай бу, это чеченцы. А бацбийцы это те, которые проживают в Грузии. Они проживают там уже на протяжении лет 300-400, если не больше. Некоторые говорят, что они всегда были там. Это общество, которое сегодня уже фактически там старшее поколение, небольшое количество еще знает наших общих слов. А остальные, они полностью ассимилировались, они христиане, они огрузинились, и от них мало, кроме названий, мало что осталось. Они проживают в Грузии неподалеку от Панкийского ущелья, так скажем. В Панкийском ущелье живут уже непосредственно наши майствай, дышни и так далее. Они кистинцы.
это уже относится к другому. Ассаламу алейкум. Ты сам в Чечне живешь? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Я живу в Чечне. Кабанская культура. Кабанская культура относится к разным национальностям, которые проживают на Кавказе. К ним относимся и мы, к ним относятся ингуши, осетины, карачаевцы. Ну, там, где обнаружена вообще кабанская культура. От селения Кабан, кажется. Ну, да, само собой, осетины считают своим, потому что селение Кабан, если я не ошибаюсь, находится на территории Осетии сегодня. РСО Алания. Друзья, я нахожусь дома уже сколько лет? Часто бываю в выездах в Москве, в Владикавказе, в Пятигорске, в разных местах, в Адыгее. Я на одном месте, если только по работе, дома остаюсь. Так, где я только не побывал. В Твери, Селигерь, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Мордва, в Саранске, Новосибирск, ну и так далее и тому подобное. В одном месте редко бывает, часто бывает и выезды и так далее. Wallah, ахаат сунам биклуш букхар цанах вайнюка. Честно сказать, я не знаю, Мюшбу биклуш у нас это, насколько я знаю, процесс уже давно завершен. Даша, расскажи, пожалуйста, про головной убор ингуша Курхарс, откуда они это взяли. Слушайте, друзья, ну, во-первых, такой же Курхарс, я понимаю, что некоторые сейчас, может, и не понравятся, но еще в 60-х, 70-х годах в Серженюрте, в Веденском районе, недалеко там от Харачевцев, были найдены, сделаны раскопки археологические. И эти головные уборы были и у нас. Они у нас называются чугул, если я не ошибаюсь. Вот так они у нас называются. Они фактически идентичны с этими же курхарсами. Вот. И давайте я буду говорить только за нас. За них я не хочу ничего говорить. У них есть своя история, у них свои историки. Они отдельно живут. И тем более вопрос задает чеченец. Нам зачем это обсуждать? Пускай они сами расскажут, у них есть свои историки. Мне, честно сказать, туда влазить абсолютно нету ни масти, ничего. Не потому, что не знаю, а просто я не хочу вот эти лишние разговоры. Асам уарсхуа беш бацбиц беш бон. Так и не понял, конечно, вопроса, но да ладно. Поэтому с этими чугулами, были найдены, они опубликованы, об этом много раз рассказывал и Дышни Азамат. Я думаю, что об этом знает и археолог Султан, если как-нибудь получится, его вытянем его в эфир, он тоже. Кстати, у них были буквально на днях, как же они назывались? Сейчас в Владикавказе был научный съезд, Крупновские чтения, кажется, они называются. Так вот, эти крупновские чтения должны были пройти в Чеченской Республике. Хотели провести здесь их, в Чечне. Слушайтесь только. Но их бойкотировали наши соседи. Так вот, как вы думаете, их провели во Владикавказе. На крупновские чтения приехали 4 представителя от Ингушетии во Владикавказ с 2 докладами или 3 докладами. То есть в Осетию приезжать в Владикавказ можно, но в Чечню нельзя. Вот так вот бывает. Так что один из фактов. И жаар сан знак лилу меги бусу. Жаар дац. Это петроглиф. Это раз. Во-вторых, это петроглиф на всех, в основном, мусульманских кладбищах. Это не крест. И не имеет к кресту ничего общего. Как раз таки вайкешнишка масуока арби дешнишцане и Аллах церша язваша
Садейда, начиная от селения Хуай и заканчивая последними вплоть до Бамута, везде есть вот эти петроглифы. Это исконно наш петроглиф. Он появился еще за 3000 лет до христианства. И поэтому не имеет никакого отношения. Даже крест, по сути своей, не имеет отношения к христианству, символ. Так что символику изучайте, узнайте, где он вообще. Если я не ошибаюсь, крест, вид креста, использовался впервые в Древнем Египте. Вот. А то, что на нем распяли пророка Ису, алейхиссалам, христиане сделали его символом. Ни больше, ни меньше, он там не имеет никакого для нас, в принципе, значения. Жаль, что среди нас не находятся те, кто работает в архивах Армении, Грузии, Турции в вопросах нашего народа. Адмалла инфо работает по мере возможности. Те, у кого есть финансы, выезжают, смотрят. Но на это нужно тратить время. На это нужно... Я как-то разговаривал с Хабаевым Ибраимом, преподаватель, который ездил в Панкийское ущелье. Сегодня я загрузил, он рассказывает о том, что мясо напуганного животного есть нежелательно, и что наши предки не ели его, потому что не хотели, чтобы вот этот страх, который впитает это мясо, мог передаться человеку, который его ест. Вот. Он рассказывает об этом, то, что я сегодня закинул ролик. Вот этот Ибраим Хабаев рассказал мне, кажется, они, когда поехали в Панкийское ущелье, договорились, чтобы туда направились 10 студентов от наших Чеченского педагогического университета, чтобы они бы их обучали войлочному. Там показывали, рассказывали, как войлочные ковры делают в Панкийском ущелье. То есть обучались туда отправить. Я не помню, то ли на полгода он сказал. Так вот, должно было поехать 10 студентов. Мне никто никогда в жизни не предлагал студенческие годы. Если бы сказали, я бы с радостью уехал, чтобы изучать. Мы просили, чтобы нас пустили на конференцию, чтобы выбили на это деньги, чтобы отправили на Олимпиаду. Сейчас я не знаю. Все отказались. Никто не поехал. Он рассказал мне этого. Сейчас такое, я не знаю, понятно, девушек не пустят там столько, но хотя бы парни, 5 человек могли туда поехать. У нас нехватка, и само собой, свято место пусто не бывает. Догадайтесь, кто туда поедет тогда. Другие, конечно же. Уарстхуай бацбейн бахарасам. Уарстхуай это отдельно, бацбийцы это отдельно. Уарстхуай, те, которые в Чечне живут, все являются исконно чеченским тухумом, варом. Они как были со своим народом, так и остались. И те уарстхуай, которые живут в Аухе, тоже остались такими же нохчи, какими и были. А то, что там происходит за пределами нашего региона, меня это не сильно волнует. И как они себя там называют, это их личное дело. Я пытаюсь максимально дистанцироваться от этого. Башлан, в основном уарстхуай живут на Малгобекском, Сунжинском. Нет, неправда. Нет, они живут там, конечно же, но что в основном все живут, это неправда. В Чечне, поверь мне, если не меньше, то намного больше, возможно, проживает уарстхуай. Башлам, есть вообще новости о нашей письменности? О нашей письменности новости какие могут быть, друзья? То, что использовали здесь и древнегреческую вязь, и грузинскую асавтамрули, найденные в нашей горной части нашей родины, камни, надписи, то есть буквы грузинские, а значение слова само собой чеченское. Таких очень много моментов. Мы публиковали армянские надписи, мы публиковали греческие надписи, мы публиковали грузинские надписи. И когда я ездил в Ируаймуахк, вы видели на одном из башенных комплексов, было написано на асавтамруле, на асавтамруле или нет? Нет, на грузинском языке там было написано Тамар. Царица Тамара, в честь нее там возвели это башенный комплекс. Это в нашей горной части Чечни. Это единственный комплекс, если я не ошибаюсь, на котором сохранилась и башня сохранилась, и надпись сохранилась. Использовали разные непосредственно надписи, но что касается, потом использовали арабскую вязь, латинскую, и в конце концов уже перешли на кириллицу.
Что касается своей родной, то до этого пока мы еще, к сожалению, мне присылали, чтобы не соврать, где-то 20-30 разных говорили, вот древний чеченский язык, вот древний чеченский язык. Но это все осталось только, как говорится, на бумаге. Никакого подтверждения в этом нету. Почему ты не потребуешь создать проект, который был нацелен на данную проблему? Может, нашлись бы, кто жертвовал бы для этого. Я не понял вопроса, какой проект для поездки в Грузию. Ну, послушайте, я много раз пытался собрать здесь, в нашем эфире, вы видели, мы не государственная организация, я тем более, мы с вами работаем, это как общественная организация. И у меня нету ни зарплаты, ничего, только то, что во время эфира, кто видит там, Ибраим выставляет непосредственно, я сегодня не прикрепил, а так прикрепляются здесь реквизиты, и на моем канале есть банковский номер карты. Тот, кто отправляет донаты, их собирает, за счет него мы делаем все, что делаем. Или выезды, там, допустим, в Грузию, или купить книги, или купить карты. Но, к сожалению, у нас наш паблик, хоть и миллионы просмотров, но у нас нет вот этого культуры поддержки вот в этом направлении. У нас почему-то это могут назвать как угодно, могут назвать и попрошайничество, могут. Я понимаю, норнийцы это делают. Те убогие всегда всю жизнь ноют везде, хотя сами плачут и выпрашивают у всех. Но это стандартная работа. Или ты должен рекламировать какие-то энергетики или что-либо, так зарабатывать на рекламе, но сейчас с санкциями зарабатывать нельзя. И только добровольное пожертвование, донаты, когда собираешь, и тогда уже делаешь какой-то проект. Другого требования ни у власти, ни у кого я не имею права. Понимаете? Это вполне, я даже не знаю, законно ли это. Мы можем только сказать, что непосредственно мы собираем на это. Сколько раз мы собирались на этот мощный фотоаппарат, который там Mac 5 или Mac 3. Не получилось. Потом мы хотели собрать на MacBook. Не получилось. То есть у нас нету миллионных доходов. Это блог, чисто исторический блог, чтобы вы понимали. Историю все как любят. Посмотрел быстро ролик, вышел. Даже читать не любят снизу текст. А ведь весь смысл в тексте находится. И, к сожалению, у нас до этого уровня поддержки своих. Поэтому наши даже те блогеры, которые миллионники, они хотят и с киргизами, и с таджиками работать, и с кем угодно. У них есть эта социальная ответственность. Они лайкают, они копируют, они отправляют другим, распространяют. Даже бесплатно долгом, даже этого у нас редко бывает. Если закинешь какое-нибудь горячее, допустим, вот этот историк, который сказал, что имам шейх Мансур был имам Алдов, этот ролик уже набрал у меня где-то то ли 40 тысяч, то ли 50 тысяч просмотров. 50 тысяч просмотров один ролик. Огромное количество, там до 500 или 400 комментариев. Огромное количество перепостов. Именно когда ты вот такое закидываешь. А каждый раз это закидывать не всегда, и честно, есть, и не всегда хочется почему-то, потому что простые люди даже начинают, вот на такое лайкают. Я захожу, смотрю, у меня есть в Трейдсе, в других местах тоже аккаунты. Смотришь красивыми губами, молодая девушка, 10, 20, 30, 50 тысяч лайков, 100 тысяч лайков. Ставят, комментарии там пишут. Не знаю, перепосты я не видел, конечно. Там сидят все, даже элементарно возьмем. Вроде ты об истории говоришь, вроде о культуре, вроде бы о самом важном, о чеченском языке ты говоришь, о географии ты говоришь. Очень важно, потому что мы своих детей должны воспитать на правильном, должным образом, патриотично. Смотришь какие-то комедийные ролики, там 50-60, аж за 100 тысяч лайков ставят они. Смотришь исторические паблики, 10, 20, 50, 100. Наши недоброжелатели, примерно, они насчет этого очень
Вайцадишбеш, который на нас клевещет и все остальное, начинает себе своим помогает очень сильно. Дала, даца, они лайкают, говорят они ложь, не ложь, им без разницы. А когда лайкаешь, когда делаешь перепосты, когда новым говоришь, хажах он подписаться, диаров, войник вон, войн уешь, он больше, у нас нету этого, сунцага. О поддержке речи нету. У нас есть некоторые люди, которые до сих пор, мне буквально дня 5-6 тому назад, один из братьев говорит, Башлам, твоя работа идеально, так держать, там надо патриотизм развивать, надо подрастающее поколение, города диез, тейпнюштиц диез, кайдегда диез, там, о культуре, о границах, о башнях, обо всем рассказывать. Я говорю, я эту работу веду, бас. И он говорит, почему у тебя рейтинги все? У меня вот с 30 лет и до 50, 60, 70 лет, даже 80 лет взрослые смотрят. И 3 часа смотрят, и 4 до конца смотрят. Если нет возможности ночью, они пересматривают днем, они все рассказывают, потому что я встречаю, и на базарах встречаю, и в других местах встречаю. Они все рассказывают, они смотрят. А молодое поколение, к сожалению, если ты на какой-нибудь хайповой теме поднимаешь вопрос, они там подключаются, а нет, абсолютно наплевать. Общество потребителей, материалистов выросло. К сожалению, это так. Опять же, я говорю, я не против, пускай зарабатываю, пускай, но должна быть ответственность какая-то. Нужно любить свою историю, нужно язык, интересоваться, кто что делает. Вот, поехал я в Адиль Атар, Кадыр Атар, 3000 подписчиков добавилось. Горе у людей, вроде поехал, я-то ничего не сделал там, показал то, что есть. Да, одним из первых, кто поехал туда. Вот. И что происходит? Ты оттуда возвращаешься, начинаешь делать публикации про шейха Мансура, про ауховская проблема, хасавюртовская проблема. Примерно я говорю. Там, про историю я имею в виду непосредственно только исторический процесс. Остальное меня не касается все, что там происходит. Только исторические процессы, то есть публикации документов 20-х годов, 21-х годов, там, 50-х, 80-х годов, после возвращения с депортации. Все как ветром сдуло. Не будет всегда наводнений, не будет всегда землетрясений, но всегда будет то, что касается нашей истории. Как мы воспитаем своих детей, какое образование мы им дадим, будут ли они патриотически воспитаны или нет. Так, нохчел адмал он халбо, что хума, чтобы воспитать, они, по крайней мере, не должны называть, когда там прохожие спрашивают, кто у вас национальный герой, назови кого-нибудь из национальных героев чеченского народа, Ислама Махачева. И со всем уважением к спорту и так далее и тому подобное. Я не против, но Ислам Махачев не является чеченцем. А это бич нашего народа. Сегодня мне прислали ролик, перечисляет до 30 тейпов. 4 из этих или 5 тейпов это вообще не тейпы. Это гары. Это некой. А отвечают взрослые, молодые девушки и молодые парни. То есть, как можно тебе спрашивают, какого ты тейпа, как ты можешь сказать ламрой? В чем проблема? Значит, до них не доходит, значит, они не смотрят эти патриотические ролики. А это ведь большая проблема. Нету тейпа ламрой, нету тейпа теркхуай, нету тейпа веданхуай. Понимаете? Где ты в природе? Они вырастут. А это малолетние, там, грубо говоря, там, по 20 лет, молодежь. Мы видим, вот я закинул буквально до выхода в эфир, закинул молодых школьников юрта. Они, альхамдулилля, 99%, даже один спросил, кто у учительницы, какого она тейпа. Это хорошо. Тейпы нужно знать. Селение свое нужно знать. Родственников нужно знать. Свои башни нужно знать. Нужно знать, что у нас одно из самых главных центров по истангам были. Что у нас страна башен и замковых комплексов. Что у нас их огромное количество. По сегодняшний день. Я не говорю про Шаройский комплекс, я не говорю.
этот замковый комплекс. Я говорю про другие. Многие люди не ездят, потому что сегодня-то власть проложила дороги, сейчас они пытаются сделать полностью кольцевую. Проедьте по родным горам, посмотрите, какое огромное количество у нас. В каких условиях жили наши предки. Хамулко вала, хагухо вала, хабялхи вала, хачанти вала, хазумсу, тумсу вала, кем бы ты ни был. Хамержу вала, хамушхо вала, все остальные там, хаакай вала, хаак мерзит ихинаху, хаявокрит ихинаху, якей вухо. Надо это все говорить, рассказывать. Не вбивать им чушь в голову, не говорить, вот мы отдельный народ или отдельный субэтнос и хумшецевич. Эту ерунду баламутить не надо людей. Если вы знаете, если не знаете, спросите, как оно. Общенациональное, как этнос, как нация, как народ. Что нельзя разводить местечковый сепаратизм. Эти все вещи нужно знать и рассказывать своим детям. Возвращаясь к нашим вопросам, поэтому мы не... Это... Тут такая ситуация. Кто хочет, донатит, помогает. Все. Если у нас есть возможности, мы куда-то едем. Или если мы находим мецената, он там помогает нам, там, телефонами там, поможет, там, маршрутизатором, компьютером, чем-либо там, на выезд, на бензин. Есть добрые люди, не без них, конечно, альхамдулилля. Есть группа, которых там, до 100 человек, они все взрослые люди. Но они собирают и помогают, чтобы книги были, чтобы карты были, чтобы вот эти вопросы при обсуждении, они знают эти вопросы, они переболели этим всем. Но и все равно узнают что-то новое. Нужно знать о наших Дюлькюрта ашбол чеченцах, в Панкисе ашбол чеченцах, нохчишах, Аухе ашбол нохчишах, Хасаюртовский район шайгюк иляшбаз, 200 тысяч, yok процент мою из нохчитига ашбол. Урдомахка, Иордания ашбол, 35-40 тысяч нохчу. Хункермахка аш 50 тысяч, нохчу выхош, нохчу уже 100 тысяч, уже 6 туркш дубош лишбу. Обо всем этом надо знать. Не сказки сочинять, не нарницам становиться, а знать надо. Вот и все. Не надо называть ауховских ногчей, называть эхкой бой, сюили бой. Это что за дебилизм? Только конченый дебил может такое сказать. Вы знаете, какова там обстановка хоть? Царь Шейнюк максимально абстрагируется от этого вообще. Да вон, шурта, цуау болчар башлами ол, асэл, то дурак, цехук швочуби эрдат. Цен ногчи мобуш, цен ногчи тейпнеш модуш. Цуантруай, ширди, чертуай, зантуай, гилнуай, да, бильтуай, битруай, зогуай, парчхуай. Так, ой, цаяхкани ол, мялбуш сега. Эхки. Эшбатуай, 47 ногчи тейп модут сега, аш. Иш таберзе ногчи жудар, шар тхадейму ахбуду, хоққа, то аш тухар вайлах тхил моду бош, аш мобуш. Аша иштан Дагестан анистел элла ас ючочун бахи хабар ючог. Шанца угцадуш ат ие. Цен ногчи буцига беш. А что касается саму яли не эцо вожяли дуqdаш. ويتعبوا شارك إزق بالبوش هو تيجا عيالك سولي خلش فرنسا عيالك نوخشي ويش مداتسي. Так не бывает. Вай яли, маяли, вай мдийцам дуйти. Нохчи чего, нохчи не гяли, есть бож. Вай дийцам дуйти, но не все же нас слушают. Вы же видите ситуацию. Сколько нас слушает, сколько вот эту тему как поднимают, все чураются, все бегут. Не хотят это. Потому что задевает. Они понимают, что они и есть эта проблема этого общества. Вы думаете, наркоманы нас будут слушать? Алкоголики нас будут слушать? Не будут. Те, которые сидят там, лям туда, лям сюда,
до 2-3 часов сидят в ресторанах, они будут нас смотреть? Не будут. Каждый занимается своим делом. И только взрослое поколение, которое переболело, которое все эти страсти уже прошли, которые реально переживают за эту жизнь, за эту родину, за своих детей, внуков, они переживают, и они сидят в эфире и слушают. И когда ты этих людей встречаешь на улице, ты вошла мара уахкай, дейла болх мабитара, дейрез хейлхун, чудикум дуахвайт, я ради таких людей. Мне какая, вы думаете, мне за это кто-то платит, что ли? Нет, абсолютно. Я бы только и занимался нашей культурой, историей, географией, нашей лингвистикой. Мне не было бы дела до соседей. Но если бы они оставили в покое. Это что за сказки про белого бычка? И приходится отвечать. Отвечать по документам. Да, ошибки есть, да, оговариваешься, да, ошибаешься. Кто не ошибается? Тот, кто ничего не делает. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тот, кто на тебя говорит все плохое за твоей спиной, всегда вы должны знать, что вы идете впереди, и это они говорят за вашей спиной. И Всевышний Аллах что сказал? Если ты клевещешь на мусульманина, все твои худшие дела останутся им, а лучшие они должны отдать тебе. Хадис дуя, да, Албах, я не буду наговаривать, но, по крайней мере, бусуб илм до чарбах, доцек дюч, балацар, хак ин ваш хайюш дуэл, ишт я не знаю, правда это или нет. Печбитер бацис. Гибаттар имел до каду, сейчас рузбандина адицери, то, что дар, нахант, юхдухал, а эти сели хакварт бокбуй, хагейжим дуй, хак унзал буй, харижу мажошуй, хоршан карул ар цигон ахтар хальвеш локсо, хадисря. Я обязательно должен быть таким, что ли? Арж вала арж, усо цие вала цие, усо харс вала харс усо. Дал квел инсо ишт. Ватсон са хут я ца я мечк шбац, я терский казак шбац, я цаб, я немцой бац, я хахлыш бац, цавац. Сон сей вари дейш кердуин да нохчуш, хавош усо нен агор де агор. Я арж шан хума цабас, я цие шан хума цабас, я харс шан хума цабас. Это генетика, это бывает. Цахума да ценик вала, ажник вала. Но те, которые говорят, Бог кварт, буй, харю, вожу, это что за разговор, блин? Дар хабел кварт, Бог калар дикду, хок вал хозен сэн бош, хачу хакайк алдоч, хок амел даш хайна, нен ой хаймет кшуичи, де ой хаймет кшуич, сун цая нох чигыл кшука, гина даци. Алхамдуллах, алхамдуллах, алхамдуллах. Мел хази дики духса нох шикам. Сайдахра, хо за эти 44 года сун цэн нани, дени, иш хиеваш. На каждом втором слове он войш вала вацасун гинадат. Этот человек тебе не знает, где-то что-то услышал звон, не знаю, где он хавой. Бельбол нах бьются, ой хаметтик шьются. И сами подумайте. Ладно. Так, дальше, простите, здесь, наверное, много вопросов. Башлам, у вас новый кумир появился, сталинистка Зареса. Башлам, у вас новый кумир появился. А с чего у меня появился кумир? Я не знаю, о ком ты говоришь. Я не смотрю даже этого человека. Я не знаю, говорил или не говорил, или кто. Я не знаю. Своего имени я нигде называть. Я не знаю, сталинисты они, ленинисты или... Мне какая разница между ней сталинисткой или тобой, там, каменнопоклоннику? Мне без разницы. Я ни тебя не прошу своего имени называть, ни ее не прошу. Я занимаю свою историю. Не смотрите в нашу сторону, не говорите о нас, валлахи, биллахи, таллахи, аздеется, аждуймабу, что я даже смотреть в вашу сторону не буду. И говорить что-либо. Будете хорошее говорить, альхамдулиллах. Будете плохое говорить, имеется в виду про народ, я отвечу. А то, что вы именно непосредственно переходите на личности, когда вы что-то там пишете, не мое имя, мне это не касается, это не мое имя.
А то, что вы забираете грехи, флаг в руки, барабан на шею и вперед попутному поезду. Ислам дина вухумш дүйч ол пармуат антитеррор эфири халхунд векнир тохар шейтни эфири вак мекш мадац пусулчан. Ты проснулся, это было 3 года тому назад, когда он говорил об истории, я зашел и показал, что за шныри они, что они не знают ничего. Ты опоздал на года 2-3. Адугуаг. Уарствой, исконно ингушский. У вас нету такого шахара, я даже дальше читать не буду. Штендер писал. Штендеру духом щазинал. Башлам, на какие деньги ты живешь, если мало зарабатываешь? Я не зарабатываю, я на этом не зарабатываю. У меня есть своя работа, которую я работаю. Много ли, мало, мне хватает этого. Альхамдулилля, да, аль-хадиллак микшту. Но я не попрошайничаю, я не ною, я не занимаюсь подлостью. Во время войны у братьев чем вы забираете, не говорю. И мне харамные деньги не нужны. Если кто-то поддержит, не поддержит. Я свою работу провожу. А это то, что донатит, это только на эфиры, на книги. Понимаете? Какие книги, какие, все это. Просто у меня все забито книгами, картами. Здесь лежит 6-7 карт, под диваном 3-4 карты. Все только для науки, для того, чтобы я мог ознакомить свой народ с этим. Доказать и показать. У меня нету тайных миллиардеров, которые дают деньги и говорят, восстанавливайте там школы, башни и так далее и тому подобное. Понял, о чем я говорю? Кто не понял, тот поймет. Башлам, Ваша, не слышал предания, что Анда Цезы и Бацби в прошлом были близкие. Ой, честно сказать, не слышал такого. Ну, андийцы и дидойцы, они живут юго-восточной стороны. Бацбийцы, они все-таки дальше, если я не ошибаюсь, они живут более на западной стороне. Я могу, конечно, ошибаться, я такого не слышал. Чего не слышал, того не слышал. Башлам, има де дохилла и вейн харц ямарт собор делаешь. Башлам, има де харц ямарт чечено говорящий лулхуай с запада войнох чичу бехкр новой Куаштию, цергер сайерз еш, цанзамна ночи пах. Это, Не ври, бах, не ври. Недавно Гуцериев осматривал в Грозном строительство Исламского музея, который спонсирует. Ты врешь, во-первых, он не спонсирует его. Посмотри официальные новости. И, как говорится, с этим все нормально. В честь его матери здесь не за его деньги, а, насколько я знаю, из фонда первого президента делается здесь школа для хафизов, или вроде что-то такое, в честь его матери. Не твое дело туда вообще влазить. Исламский музей, аюх. Башлам, почему у тебя нету детей? Мои близкие знают, сколько у меня детей, сколько жен, сколько я еще, возможно, женюсь. Это все ведает Всевышний Аллах, но близкие знают. За меня не переживай. Я свой народ не подведу. Понятно? Так, телеграм, что, анагасан шенца хатла ахайтла ше. Хаттарда еще что шун телеграм чабеш.
Так, TikTok Элдитюч, 500 тысяч Олшақиет нохчи историяшиш, ислам диндюч, Хаехам бяш, 30 адам Олшақиет. Да, что есть, то есть. Откуда знаешь, что их нету? Ну, это, конечно, ерунда, Кудусов, не обращай внимания, брат. Может, она хочет родить, не знаю, походу, может быть. Кстати, Башлам, тут ты прав касаемо общества потребителей среди молодежи. К сожалению, такая проблема присуща, когда интересы молодежи только футбол, ММА, Тамаевы, Литвины и так далее. Ну, тут я с тобой согласен. Сулим, но это же известный факт. Есть ли у меня дети или нет, известный факт. Странно. Башлам, цатайп дудац хатар дар асвличку жвап лурдуй ахеч. Да, только не во время эфира. То, что вы в личку задаете, я во время эфира не могу ответить. Кудусов, даже если ты, главное не это, а то, что ты находишь в эфире у историка, задаешь вопросы про его детей, почему тебя это интересует. Слушайте, ну, да, 10 должен добрать, 10, то и Бейрхальшлик Хирдара Хаял Хияцун. Особенно... Да. Но я это отвечал, да, отвечал насчет... Ага. Третий имам Чечни и Дагестана, Оли. Ола. А второй имам Чечни и Дагестана Милхил Бахца. Цацабах. Они говорят, первый имам... Третий, он говорит, что имам Шамиль Мубарис. Третий, второй первый Хилсовет. Они первым имамом Чечни и Дагестана идти аялах келник Гамзат Беку Гази Мухаммаду алиялах кайскаца. Ажал сон хохет, сарм шейхиетик дюшен мадей. Гази Магомед, Олчхенах, Аварское ханство юфил. То есть, Россия Джуматик Акас, или шей внутри Аварское ханство, Юце, шей уже субъект Юце, Аварское ханство. Гази Магомед, Хадиса, Аварец, Олцер, на самом деле, а потом Рабов, Холопу, Убог. Ну, вайбал, ханство Хилча, это то же самое, как феодальство, княжество. То есть Гази Магомед уграл инога антифеодальные, антиханские восстания. То есть они хотели ликвидировать ханство. Любой день. Французские революции, король Кварцбахера, Гагаспи, Швейцария расстреляли. То есть и Россия, шли, они сначала освобождали себя от ханства. То есть это было чисто антифеодальное восстание во главе потомка рабов или холопов. Не в обиду никому, точно, и Хайнуху, Шинди, Гази Магомед, Хайнуху, Шумада, Цадицер Бендо. Я потомок Гази Магомеда, Тексун, Хезнавацкак, и потомок Шамиля. То есть это чисто локальный конфликт. Чечня вообще не имеет никакого отношения. Да, там какие-то добровольцы, чеченцы были, Ташо Ажи, Шуайб Малах и Ламёцович, но у нас где только не было добровольцев. Мы везде, Сирия, Дуруэй, Украина, Дуруэй. Это уже добровольцы. То есть, Гази Магомед, Чечняве, имамат, объявитель, Хумадац, Яцига объявитель, Хумадац. Это чисто своя локальная у них разборка, которая закончилась. У него восстание Спартака не получилось, его там убили, как этого Спартака, спартанца. Его автоматом, Гамзат Бекуа, и Шейнука, Айела из-за имамства. Но Гамзатбека вообще духа не было в Чечне. Еще это и хунзарский добитие раньше, усмертятся и хунзар добитие на самом деле, и хунзарский, и аварский, нуцаль хадж. Бейраду, местные свои непонятные жестокие разборки у них.
что они даже Но позволили если я не себе- ошибаюсь, Гамзат Бек, походу, даже был родственником. Они говорят, что последний Бисинбол хан Шбари, он был родственником Аль-Яшикаси. Не знаю, насколько это достоверно, тех, которых убивали. И Ганзатбек Венеги, ханский семья Хаджи Мурат Муэй, ханский, что Черма Яхны Амзат. То есть, опять же, все локальные разборки, это чисто было ликвидация ханства. То есть, имамат, на имамов они не тянут, все нагасанца. И религиозный фактор, была имам Аварцев, но точно, не Гамзатбек не был. Salamali iku, Bustik Hulda, Ну, а собак там, Dukhope, ну знаешь Daitar почему Gar, там, Big Mobile. Аслан, ситуация такая? Потому что в этих войнах, даже локальных, на их стороне тига, динцани и дуэздолдыра, церцани, цацболвой, ногчи, тейпны, шхилацан. Ну, это добровольцы. Да. Но они это воспринимают, как будто бы, если Нохчи Чурбала, значит и Нохчи тоже под ними были. Вот у них вот такое тупое. Никакой один тейп не отправляли, точно, то, что Молу не отправляли, Володион, Газовак, он щедион, души, пусул, выледизмую, там. Да. 99 год, Нохчи Мабори, Кадарский зона, Да. Их тоже чеченцы не отправляли туда. Это шейхум что-то, это их личное дело. То есть, третий имам Алав не издаться. Во-первых, второй вац, Нагасан и имам Шамиль Цуга Ветлела, Вайн Акаш, опять же, имам Аварцев Хилхилуи, но когда он уже Аварч, Мадад Аж, лишитвен сегодня, он только мират, он أول وين حوايج هو إذا تأخذ نقش حلاوة كنا وتقول سبحان عبو شو شقيقة Да. إمام После лечения, да. Баба, и Дагестан из-за горной части, Кумыкштар, Калбалина бац, Диан, Шритна бац, Андой, Дидой, и Аслан, честно сказать тебе, по мне, если логически, первым имамом Чечни и Дагестана, именно Чечни и Дагестана, первым имамом был имам Шамиль. Никого других не было. А что касается... Шамиль, он имам Чечни, он имеет право Чечни и Дагестана. Да. Если чеченцы захотят, он дальше. Чечня, Хажан, Дагестане, имам Чечни и Дагестана, он определит, если же выйду. Да. 20 лет здесь воевал. Дагестанской милиции, первый дагестанский конный полк Соединенных Штатов. Второй дагестанский конный полк, мировая война, он Волга Чахпуэлаца, и немцы стали Первой мировой. А до этого имам Шамилова, имам Ахтёчкана, у них было два соединения. Дагестанская милиция и первый дагестанский конный полк. Вот он, Ханс Комбина, имама Комбина. Ну, те, когда брали в плен имама Шамиля. Да. Раски там чуть-чуть присутствовали, со стороны наблюдали. На самом деле, и Ханс Комбина свили бы модерячно. То есть, этот вопрос мы определили, я так понимаю, да? Да, конечно. Да. Теперь переходим на кто первый имам Кавказа. Первый имам Кавказа, Северного Кавказа, я думаю, ну, на самом деле, Кавказе, но Северных летах за Кавказе, из-за что Кавказ тоже нам надо определить. За Кавказе точно не Кавказ, это за Кавказе. Это слово уже за Кавказе говорит, что это не Кавказ. То есть Кавказ, Северный Кавказ. Aldı diyorlar imam kılı boştur adıyoruz. As boşta çerez rolik yavul çobari, as bari. Yani sa'dar diyorlar. Azali. Aldı am aşu şey imam mecdi kılı şu kıvı işko eta yuva diyorlar. Aldı eta diyor aldın so. Etün aldı tam boş ne kuyu. Чеченские ханства яц, чеченские княжества яц, Северо-Аварские ханства яц, Кумыкское, чеченское, Шоу ханства яц у нас не было. Со словом деления уже мэриш ногчи хам дутар, ну скажем, ашлук ногчи хам шехевитор, шедмосовар. Алды это российские армию, профессиональная регулярная армия, ще полковник, Пьер. Это о чем я говорю? То есть война уже там война мы были, локальный зимтом была, сражение между чеченскими
аварским народом, народ, да, Ну и да. российской армией. То есть это уже... Царская Россия, царская. Шейх Мансур, само собой, два раза. Само собой, Чинчан союзник, что ли, хербу, агада, болш бу, дальше. Кумык, стига, хилчик, тербу, Да. Да. И аварский, она один чего, хотя бы что, там бинца раз, но сейчас, да, осал, и до, Да. Лезгины были, чуть-чуть аварцы были. Да. Даже Аслан, я тебе скажу больше, в одном месте я прочитал, что даже курды были на его стороне. Это уже детали, да. Там Ну да. добровольцы могут, но имеется в виду руки, еще со словом деления, то есть Да. руки, сам самовольно не мог там, организован, там, со словом деления, князь, это добро, то есть... Шаухал ты имеешь в виду? Официально, Бутига, аварский, ханный официально союзник у Шейх Мансура. Так, уже это за пределы Чечни доли, это уже международный уровень, кавказский уровень. Так, Кизляр Гена, от материковой Чечни до 100 километров, тогда Вадион, Машехахин, Ашинсада, Лавама, везде всегда. То от Кизляра тяга российской крепостью, юг до Одиона, Вукау, так Ультидион. Уже Лух, Ваштани, Лула, народ Штани. Владикавказа, крепость как раз-таки Инхилла, Моздок Инхилла. И коммуникация за Кавказ. И Владикавказ официально это признательный Кирша Яздуи, Аяк на царь. Яги, Маситоз, Яга и на царь, Моздока, Яги на цу. Да. То есть, получается, до крепость Кизлярин, что сделали, Харши крепость, Владикавказ, Моздок, да, Якович, Анапи, Бескачу, Давыч, минимум, согласен, Пешера, Том обвинится, с 86-85 по 91, да. Вот, то есть, это уже 6 лет. 6 лет это воевал. уже уровень северокавказского масштаба от Кизляра до Анапы. Цюнах Айла, имам Айла, султан Айла, не знаю, падишах, это уже титулы, и это еще штука. Ну да. Ищет ситуацию, чего, это масштаб Кавказа. А имам Шамиль это масштаб Чечни и Дагестана. А Гамзат Бекки, Рез Махмуди, это уже аварский разбор, что Ханс ликвидирует. Вот и все, теперь специально мадать. Да. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Умадать, альхамдулилlah. Айса, давул сих, хитя, сиховый, пару вопросов, чтобы что глушь, теперь глушишь, по очереди цала. Я зачитаю пару вопросов. Сразу хуек дадолик, хитя. Башлам, имя Казбек считается коренным чеченским или нет? Я слышал, что нет. Я тоже слышал, что нет. İşte dokuz sunsa za karino yu orsa za şunsune. Milyar noh mudo. Milyar tehya amma шанохчи ю я лишь дик дубах из Штуин, допустим, Всевышний тебе даст, так дальше. Наоборот, селение Кинхи из камней строятся башни в нескольких регионах. Кинхи это Чеченская республика, чеченское село, издревле и называется, кто там проживает и кто там поселился, и как они себя зовут, это уже другой вопрос. Башлам, тебе за эту работу должны не только нужно платить, но и молоко бесплатно нужно. Молоко бесплатно валуриация. Так, итак, я на эти вопросы, в принципе, сейчас на официальном веб-сайте, здесь вы найдете статьи, документы, библиотеки, археологические материалы, ДНК-тесты, башенные архитектуры и еще много-много чего. Это наш канал dzurzuke.com. Подписывайтесь, там найдете электронные книги и все остальное. Телеграм Башлам Харю, так, Аслам, так. И Айса, так, собор дела. Ассаламу алейкум. Башлам, зачем ты им мешаешь воплощать свои мечты, переписать все, что можно? Ну, извини, если ушли, так должны уйти с концами. Сидеть на двух стульях не получится, поэтому я свою защищаю, я их не трогаю. Так, ищ пока тигадек сати, айса хуала чурхана. Башлам Гамзат Беков,
غازي محمد غلعت أول أرسل غاز ما أطلع Да, Газ Хамахтала. Вот эти вот наши гости, да, мы вчера, позавчера слышали, что они это приписывают. Я рассказываю, я не читал, я рассказывал со слов лезгинов, да, которые мне рассказывали вот эту вот историю про Гази Мухаммада и Гамзатбека. Гази Мухаммад был учеником Мухаммада Ярахского. Он его воспитал, он его вдохновил. Он не был ни рабом, он был лезгином по национальности, это известно. Гази Мухаммад? Гази Мухаммад был? Да. Странно, я такого не слышал. Да, он был лезгином. Да, он лезгином был. Гази Мухаммад лезгин по национальности. Не знал. Вот. Имам Шамиль он был старшим товарищем имама Шамиля. Он даже был подростком в то время, когда объявляли не имамат, а газават, когда Мухаммад Ярахский объявил газават. К нему стали приходить горцы и просили, говорили, что не надо эту фетву отменить, что Российская империя огромна, сильна, мы не сможем сопротивляться. На что он сказал, если мы сейчас не... Потому что, говорят, 40 лет его просили дать фетву. Он не давал на газоват фетву. Иракский? Когда он дал... Иракский? Да. И когда он дал эту фетву, и он объяснил, говорит, если мы сейчас не станем сопротивляться, мы потеряем свою веру. То есть уже был предел, потому что люди до такой степени разложились. На Майдане женщины выходили и показывали свои голые зады. Вот до такой степени было полное разложение, пьянство, разврат. То есть вот это вот все, он говорит, мы потеряем свою веру. Ничего не изменилось до сих пор. Я говорю не то, что сейчас изменилось или не изменилось. Я говорю о тех событиях, которые происходили тогда. От Хейна, от Заманча, Хиллак ду Аздуицек. И вот тогда... По очереди, соборди, оши, соборди. И он дал фетву, и началась священная война против Российской империи. Она началась и охватила только Дагестан. Он был имамом Дагестана, и Гази Мухаммад, и после него Гамзатбек. Хунзахское ханство это было не аварским ханством. Ханы Хунзаха были по национальности лезгины, в котором проживали в том числе и аварцы, которые были зависимы от лезгинских ханов. Вот. Поэтому вот такая история, когда погибает Гази Мухаммад, все это мы знаем, и когда имам Шамиль становится третьим имамом, он потерял имамат Дагестана. Ну, после Ахульго ты имеешь в виду, после Ахульго. Конечно, это была потеря имамата, он потерял армию, он потерял... Айса, можно вопрос? Вот скажи, вот ты говоришь, вот смотри, я просто хочу понять логику этих вещей, мне вот интересно. Если Гази Мухаммад был лезгином, если фетву на газават дал лезгин, один из самых лучших и сильнейших алимов, Мухаммад Иракский, у меня вопрос, почему тогда во время войны задействованы именно в этой войне? Они воевали, то есть фактически не было задействовано, по крайней мере так говорят все, и аварцы говорят, что во время этих войн не было задействовано лезгинский народ, и героев у них только Дауд, как его звали, один из героев. Я читал буквально сегодня, они пишут, что у лезгинов всего лишь один герой, Дауд Хаджи или Гаджи его, как звали, я не знаю, Дауд Хаджи, кажется, зовут его. Правильно, я отвечу на это. Я имею в виду, почему активно получается, если возглавлял Гази Мухаммад, если фетву дал Мухаммад Иракский,
Оба они были лезгинами. Почему весь народ лезгинский не был в этом задействован, а задействованы были, там, допустим, аварцы, лакцы, андийцы, дидойцы. Возьмем их только. Где было кумыкское шаухальство? Оно не воевало, оно не было на их стороне вообще, Аслан. Газоват, самые мощные мусульманские субъекты. Башла, Давай вот я вот свое мнение скажу. Я не знаю точный ответ, но я скажу свое мнение по историческим событиям. Мы рассматриваем Лезгистан как северный склон Кавказского хребта. Но Лезгистан находился большая часть и на южном склоне, и там практически два общества лезгинских были полностью уничтожены. Это белоканские лезгины, это и еще какие-то лезгины, я вот не помню их названия, которые сражались одновременно с персами, с турками и с Российской империей. А в лезгинском народе у них как существовали и ханства, и существовали вольное общество, то есть без ханов, без никого. Так вот, они на тот промежуток времени, мы просто вот этот вот рассматриваем как вот нашу сторону, но они вели боевые действия и были практически уничтожены. Вот это все, что вот лезгины, которые были, вот сейчас находятся на территории Азербайджана, они были уничтожены. Ну, нет, на то, что на территории Азербайджана, я там не оспариваю. Ладно, это территория, они... это же был один народ, это же и там... Нет, я не против, Иса, я хочу, чтобы ты понимал, сейчас завершая эту дискуссию, я понимаю, что ты не представляешь, грубо говоря, и не секретарь, я просто говорю те вещи, которые хорошо было бы знать людям остальным, подписчикам. Конечно, если у тебя получится, постарайся пригласить нам представителей лезгинов, лезгинского истеблишмента, кого-нибудь хотя бы в эфир, чтобы у них спросить это, потому что это резонный вопрос, который первый им зададут Цюли, допустим. Они сегодня претендуют на это, и почему я говорю, они говорят, вот буквально вчера, позавчера они вышли со мной на связь, он говорит, Башлам, вот даргинцы воевали, говорит, они даже приписывают там, леки воевали, они леками называют лакцев. Хотя легами называют, мы прекрасно знаем, лезгин. Ну ладно, это уже их внутреннее дело. Но опять же, они говорят, воевали аварцы, воевали даргинцы, воевали леки, лакцы, воевали там те же андоцейские народы, а не воевали, они говорят, тарковские, то есть кумыки. И не воевали, имеется в виду в этой войне, там, которая была междоусобная, или называть против персов, и не воевали против и лезгины. То есть лезгины, самурские и остальные. Я просто хочу понять, на самом деле, мы знаем с тобой, мы говорили об этом, Мухаммад Иракский является одним из самых сильнейших алимов, который вообще был на Северном Кавказе. Все ученики, все самые сильные алимы, которые изучали религию ислам, были учениками Мухаммада Иракского. Те же самые, кто призывал Газавату. Начинаем, мы с тобой знаем, что мы как раз таки задавали и ищем сейчас вот эту информацию достоверно. Даже сам шейх Мансур, есть, что он учился в Ахтах, что вполне возможно, опять же мы не утверждаем, потому что это косвенно пока доказать нужно, что он тоже знание свое получил в Ахтах, в Лезгистане, то есть и у лезгинских ученых и алимов. Все вроде бы так и сходится, но однако, если мы говорим о каких-то боевых действиях, тут возникает проблема и коллизия. Но то, что ты говоришь, я рассматриваю это. Но желательно было бы... Вот смотри, Галио. Да. А вот смотри, давай сейчас я вот хронику посмотрим. Петр Первый же на кораблях шел по морю, да? Российский поход. И он пришвартовался в Дербенте. В Дербенте его лезгины же оттуда прогнали. Ну, во-первых... Они сначала встретились, а потом они его оттуда выпроводили. Подожди, он сначала пришвартовал... Айса, он сначала через Агарханский пролив пришел. И там уже были это стыки. Он прошел, потом он ушел же на юг до Дербента. А потом, потом он уже пошел дальше, верно. Да. В Дербенте они лезгины его прогнали. Вот теперь смотри, еще один момент. Если Мухаммад Иракский дал фетву и поднял, и его, не будем сейчас говорить, кто он по национальности,
Гази Мухаммад, его ученик, да, он поднял вот это вот восстание, он пошел против, значит, уже оттуда это движение началось, и без поддержки лезгинов там не могло это ничего случиться. И знаменитое Ахтынское сражение, оно же в истории зафиксировано, которое произошло. Ахтынское сражение, оно же было. Оно против кого было? Она была. А? Ахтынское сражение против кого было? Против Российской империи, конечно. Там туда же и имам Шамиль, когда туда пришел, но из-за военного, так сказать, ошибок, ему не удалось взять крепость, царскую крепость в Ахтах. Они, лезгины, там страшно дрались. Даже при имаме Шамиле. Имам Шамиль приходил туда и их хвалил. Это исторический факт, задокументированный. Ладно. Поэтому вот, это легко и проверить, и узнать. Просто, знаешь, я так думаю, что есть такие люди, которые хотят вычеркнуть из истории, так же, как хотят и вычеркнуть и нас. Ну вот для этого мы же должны идти на контакт, для этого же должны они выходить. Мы-то открыты для всех. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Алейкум салам. Драгоценные секунды, сейчас Алдал Таном, но и глядишь, просто насчет лезгинских князей, кунзары. Что они говорят? Исторических источников нет прямых упоминаний о том, что представителями лезгинского народа были князьями кунзаров. Дальше. В научных кругах существует несколько версий происхождения правителей Аварии, в том числе хунзарских нуцалов. Но они чаще связывают их с тюркскими племенами, а не с лезгинами. Лезгины, дагестанские народы и так далее, были выходцами из Кавказской Албании. Таким образом, вопрос о происхождении князей Хунзахи требует более детальной... Да, и я это, да, абсолютно, Бельто, я это зачитывал, кажется, позавчера, когда мы говорили вот с этим кумыком, мне задали вопрос этот. На самом деле, когда я читал документы касаемо Дагестана, там четко указывается, что вот как бы кому не нравилось, вот хунзарские нуцалы, вот эти сейчас некоторые пытаются указать, что якобы они были лакцами. Но везде написано тюркские, а тюркские племена в данной ситуации только одно племя тюркское. Это должно быть или кумыки, или нагайцы. Остальные, по идее, те же лезгины, это автохтонный народ. До прошлого года, пока не заявил этот персидский, вот этот иранский профессор, который сказал, что лакцы являются непосредственно пришлыми из Персии, лакцы тоже считались, и лакцы, и даргинцы, и аварцы тоже считались автохтонными народами. Тогда получается, и ни один из них не является тюркскими народами. Тюркские являются только кумыки, тюркские являются только нагайцы. Из них кыва у вас тюркские. Получается, если ханы в тех же источниках, они указывают, я читал это, я же тебе говорю, я слышал это, что хунзарскими ханами, точнее, непосредственно нуцалханами или ханами, они были кумыками бахца. Но эти, я не знаю, сейчас, я не хочу вмешиваться в внутреннюю историю Дагестана, потому что чего не знаю, того не знаю, пускай сами разбираются. Но то, что написано, и то, что выложено в электронной версии, написано так. Глубоко я так и не понял. Вот кого не спросишь в Дагестане, вот позавчера заходил этот парень, кто не приходил из Дагестана, я спрашивал. Лакец, когда зашел, помните, еще где-то год тому назад, Лакец заходил, я спросил, он говорит, мы прогнали Надиршаха. Потом заходит аварец, он говорит, мы прогнали Надиршаха. Потом кумык, они говорят, мы прогнали. Я так и не понял, кто прогнал этого Надиршаха. Саму прогнать, виноват. Надиршах там ничего не проиграл такого. Поэтому я имею в виду конкретно, или это объединенная армия была Дагестана, они там нанесли какое-то поражение. Опять же, они не согласны даже с тем термином, когда говорится, что Петр I, я же говорил, и написано это поход, персидский поход, когда Петр I Дагестан хотел освободить от влияния персов. Но почему-то понятие влияния персов у некоторых людей, оно немножко у нас расходится. Влияние персов это обозначает,
что персы в любой момент могли поставить, назначить туда на руководящий состав того человека, который они считали нужным. Вот что значит непосредственно даже сегодня, что обозначает влияние там России или влияние Америки, как Америка делает. Она же тоже не ставит свои там войска. Они непосредственно при нужном моменте, там переворот туда-сюда, и ставят своего человека в то или иное государство. И назначают туда премьер-министра и так далее и тому подобное. В то время это три могущественные империи. Российская, персидская и турецкая. Над турками владычествовали, насколько говорят, и вот это сражение кумыков против русских, которое в 1560-м, кажется, там речь конкретно идет, что Россию туда призвали грузины непосредственно, чтобы и сказали, что мы придем на поддержку. Воевали непосредственно против кумыков. Это московские, непосредственно царская Россия, должны были подойти грузины. Но грузины не подошли туда. Ну, проигрыш там, ну и так далее и тому подобное. Это уже написано, и у Карамзина это написано. Потом, на данный период, да, считается, что кумыки были под влиянием Турции. То есть, ну, само собой, тюрки к тюркам должны тянуться. А остальные части, ближе, допустим, это получается Юждаг и южные части, они были под влиянием, в основном, вплоть до грузинских земель, вся часть Дагестана, они говорят, были определенный период под влиянием Персии. А влияние, я вот зачитывал, что касается влияния. Гюлистанский договор, мирный договор. Год называйте сразу обязательно. 1813 год. Гюлистанский договор. Это уже 19 век, начало. 1813 год. Мирный договор между Россией и Персией. Не между Россией и Лезгинстаном, не между Россией и Аварским ханством, не между Россией и Кумыкским ханством, а четко между Россией и Персией. Персия подтверждает переход к России следующих ханств: Карабахского, Ганджинского, Шекинского, Ширванского, Дербентских ханств, Дербент сахули. Да. Дербент хеню, Персияти. Ю. عشان لا أقدر يتعادل لزجين مزجين غلايات قالوا يغلق Персию. Ну, в любом случае мы с этим вопросом как бы ознакомились. И сейчас, прежде чем мы продолжим, нужно зачитать. Там не упоминается, что Чечню передали России. Вот до всех этих ханств, Ширванств и так далее, Дербентский ханств, Алушу России. Значит, Чечни не... Ну, между Дербентом... Просто, Билто, Дзурдзук, смотрите, ну, расстояние между Дербентом и Чечней это большое расстояние. Там можно между нами поселить и другие общества. Потому что есть некоторые высказывания о том, что вот этот разнобой, который есть, это всего 38 или 40 национальностей, которые есть в Дагестане, что якобы это влияние во время Персии, персидского влияния, они заселили, подселили больше. Другие говорят, что во время Тамерлана этого было. Поэтому я про что говорю? От Дербента и до Чечни это расстояние большое. Там между ними могли жить различные автохтонные народы. Допустим, те же, если Дербент, это фактически получается половина Лезгистана была под Персией, а вот остальные дидойцы, андийцы, возьмем отдельно Хавецвоюш даже, аварцы, даргинцы, лакцы, они не входят в состав Юждага. Это не Южный Дагестан. В этих боях действительно участвовали леки. Они сражались, и в том числе и лезгины участвовали, безусловно. Это исторические факты против Надир-Шаха. Против Надир-Шаха, да, против Надир-Шаха, видать, воевали все, возможно. Башлам, там могли быть восстания, это нормально является восстание. Если Надир-Шах, Ешин, 1813 год, мирный договор Муду. Ну, временно. Герменчукское сражение. В каком году было? Наше Герменчукское или дагестанское Герменчукское? Нет,
скорее всего, дагестанские ачи, уэхилы и хиламдон. Не, уая Герменчук, цера юшун Герменчук, если что, шухает Наше башуна. Герменчукское сражение, 1832 год, где последние 70 защитников сгорели. Да, я знаю это. И к чему ты сейчас На это говоришь? помощь им Гази Мухаммад отправил 1000 лезгин, которые там погибли все вместе И с в этом чеченцами. Герменчук яцу духдара, жаусулак, Герменчук. Уай, 1000 лезгин пришли Айса. на помощь чеченцам, и все там погибли. Айса, Шаленский район, Герменчук яци, Шаленский район, Герменчук яци. Айса, я насчет 70 слышал, но насчет 1000, я думаю, что, поверь мне, если бы было 1000 лезгинов там, во-первых, мало того, что сейчас некоторые отрицают даже, что это были лезгины, они говорят, в то время лезгинами называли всех. А другой вопрос спорный, но 1000 там точно не было, потому что это было бы настолько большое сражение. Не забывай, что Герменчук был не такой большой, как сейчас, он был немножко другой, и 1000 воинов Гази Мухаммада, если бы туда отправил, плюс еще чеченские, там 1000, там должно было быть такое скопище. Было исторически, я лично, что из них 6 остались в живых, недееспособных. А то, что говорят, чеченцев было 1000. А вообще прерываться дяш, хэш ватсоно, прерываться дяш оно, ты очень сильно прерываешься. Не знаю, да, не У знаю. тебя прерываешься, ты чуть-чуть То, что я читал. Не, я не спорю, Айса, це я ще це бахшун, я просто сомневаюсь, просто о чем я говорю. О 1000 там, конечно, не было речи, но то, что там лезгины были, это я знаю. Но 1000 альча, это уже больше. Маба, Герменчукское сражение, 2 сражения было. Одно Герменчукское сражение, это вот... Сундербах. Это я и говорю, что 2... Есть Череюрт и... Да. Но смотри, Череюрта у нас тоже 2 села. Один Череюрт у нас до Чурю-Лювой, второй Череюрт, который находится на Сулаке. Хасон, да, публиковали, да, защищали, сжигали, об этом тоже мы писали, публиковали об этом. Никто не спорит с этим. Итак, друзья, минутку подождите, с телеграмма сейчас пока и камера, что он наладится, я прерываться держу. Салам алейкум. Почему башни в горах строили на утесах, непроходимых местах, и от кого так боялись, таскали туда или камни, раз начинают на равнине, держали в страхе? Послушайте, ну, во-первых, кто сказал, что боялись? Их строили на стратегически важных местах. На равнине воевать нужно, во-первых, на тот период, грубо возьмем, да, с армией Золотой Орды это бесполезно было. Какое бы мужество у тебя не было, тюрков, монголов было до 300 тысяч. Мы знаем, что во время Тахтамыша, во время сражения Тахтамыша и Тамерлана сошлись 2 300-тысячные армии. То есть до 500 000 человек сошлись. Это такое количество людей. И в то время миллионов не было, как вы думаете, людей у нас. И плюс ко всему, воевать, и они выстроены именно стратегически важным, потому что это было сердце нашей Родины. Это последний оплот, куда после равнины, после предгорья уходили. На утесах их строили, потому что, чтобы их было невозможно уничтожить. Это специальное фортификационное сооружение. Понимаете? Это фортификационные Сооружение. боевой. Сундер царь объяснит, садись, сакьетпыш. Конечно, строили, везде строили, не только чеченцы строили, все строили, и крепости строили. Но по Сулаку, крепость Махила Царала, Гельбах, крепость, это персы не могли ее взять, арабы взяли, разрушили, ее чеченцы отошли в горы, так шей башни, шей сигнальный, дозорный. Так, этот вопрос мы ответили. Следующий вопрос. Башлам, когда
когда Шамиля выбрали имамом Чечни и Дагестана, правда, Шамиль издал указ не подпускать к нему Сюли, если это правда. У меня сомнение, настоящий Шамиль к нам прибыл. Не понял я вопроса, но скажу, да, это правда, это 2 указа есть, и они официально, и они опубликованы. Это записал Аль-Карахи, Мухаммад Тахир Верицин, это все есть официально зафиксировано. Да, это изначально 2 первых указа было такое. Дальше, курды, имеется в виду курды с Дагестана, Азербайджана сегодняшнего, из Грузии тоже есть курды. Да, именно с Южного Дагестана курды, речь о них идет. В Кенхи больше всех ненавидят Сюли. Если не верите, сами спросите, бах. Ну вот, это такой вот. Да и Сюли разные, могу разобрать. Башла. Вы сравниваете Шамиля и Мансура, вы упускаете важный момент, почему-то. Мы не сравниваем Шамиля и Мансура, ни в коем случае, нет, конечно. Они все... А то, что Шамиль 2 раза больше прожил, это не надо учитывать. Ну, Шамиль прожил и 2 раза больше, Шамиль и воевал больше. А шейх Мансур... Шамиль 11 лет отдыхал в Калуге. Собордайся, Аслан. То, что сопротивление шейха Мансура, это первый период, во-первых, там 5-6 лет. Все. А у имама Шамиля, во-первых, имам Шамиль воевал 4 года в Дагестане, потом после поражения Вахульга приходит, еще 19 лет он воюет в Чечне. То есть после 23 лет он уходит, возвращается в Дагестан, и через... Не имам Шамиль воюет, а чеченцы воюют. Воюет имамат, не без разницы, не надо сейчас, мы как бы не говорим, они здесь речь идет вообще об историческом, то, что зафиксировано. А уходит, и через 4 месяца, там очень много вопросов, поэтому мы нисколько... Масштаб другой, у Мансура Северный Кавказ, а у Шамиля Чечня и горная часть Дагестана. Я честно скажу, по вопросам того, что я сейчас, мне очень не нравится одна тема, Вегас, когда мы говорим, здесь сравнения нету. Здесь есть просто единственное, что вот это наследие, которое передавалось, вот этот титул, да, в кавычках возьмем, имамство, во всех официальных российских документах говорит, что это начал лжепророк Мансур, шейх Мансура, потом которого прозвали. То есть вот это имамство имеется в виду непосредственно. Только об этом. И просто это та же ситуация, как почему оспаривает Гуниби, был Байсангур или не был Байсангур. Там вопрос не в том, что он был или не был. Таких, как Байсангур, там, грубо говоря, не таких, как Байсангур, а окружение было 300 человек у шейха Мансур, у имама Шамиля там. Многие полегли, почти что все полегли там во время сопротивления. Они же... По этому титулу, мне кажется, шейх Мансура больше подходит титул султана. Потому что это как бы наше, а мы говорим все-таки о документах. То есть тут еще, Он был духовным лидером. Он был духовным, он был политическим. Тут не думаю, что он был только духовным, он был и военно-политическим. Да. Духовный, все ему подходят, и титул султана ему подходит больше. Но проблема в том, что мы... Имам Шамиля, у них ханство было, у него восстание антифеодальное. У них вот это восстание, и тогда они просто... Ну, во время Шамиля-то они полностью выиграли. Ханы, то не знаю, как его надо назвать. Аслан, во время имама Шамиля, Аслан, во время имама Шамиля все потомки Нусилханов уже были уничтожены. Все уже было подвластно. Это во время Гамзат Бека и Гази Мухаммада можно было сказать. А во время имама... Ну, опять же, что значит титул имам вообще? По сути, если даже, по идее, так-то можно Мухаммада Иракского назвать имамом, потому что первую фетву Газавату выдал он, по идее, как духовного лидера всех мусульман можно было, но никто же не называет... Если он выдал фетву для мусульман Дагестана, духовой, в кавычках, почему
кумыкское шаухальство, самое мусульманский центр ислама, кумыкский шаухальство. Эти шаухалы, говорят, арабами были вообще-то. Ну вот видишь, сейчас уже арабами мы только... Почему они эту фетву не исполнили тогда, кумыки, шаухальство? Почему? Я тебе еще раз говорю, вот только что мы говорили об этом. Были ли они арабами, были ли они турками или тюрками, как их называют. Сейчас вот здесь этот вопрос спорный и до сих пор обсуждается. Лакцы говорят, что их, аварцы говорят, что их, кумыки говорят, что их. Сейчас лезгины, получается, тоже говорят, что их. Поэтому, честно сказать, мне без разницы. Это они сами внутри разберутся. Мне важно то, что мы оспариваем, что касается непосредственно нашей территории. Вот. А что касается нас, мне важно, насколько вот описание Лаудаева действительности, документ вот этого Умахана Бешеного, который назвал его имамом там, шейха Мансура. Вот эти моменты мне интересны. А остальное, честно сказать, это не столько нас касается, поскольку это внутренняя история дагестанцев. Сейчас вопрос следующий. Итак, у нас вопрос. Настоящий Шамиль. Так, сейчас это мы уже ответили. Так, сейчас Собор делаешь. Там больше сыграл... Вот, я же говорю, большую роль сыграл Хаджи Дауд. Вот о Хаджи Дауде говорят, только аварцы говорят, что у них только единственный национальный герой, это Хаджи Дауд, говорит. Башлам, лезгины поддерживали Тайми Бейбулата, как я знаю, поддерживали. Тайми Бейбулат это все-таки другая личность, и он был ответственным за весь народ. И он был все-таки непосредственно действовал от Мехкела нашего, то есть от всего народа. Там немножко разные. Тайми Бейбулат не был религиозным деятелем. Он был все-таки политическим, военно-политическим деятелем, и, насколько я знаю, по крайней мере, не слышал, чтобы Тайми Бейбулат там говорил, идите на Газават. Такие вещи я не видел, а то, что противостояние, призывал ли он к противостоянию, это было, и он был большим стратегом именно в военно-политическом отношении. Я имею в виду Тайми Бейбулата. Вот так вот. Так, вопросы, если есть, задавайте вопросы, потому что с Инстаграм вопросы закончились, мы все их прочитали, по крайней мере, те, которые мы видим, мы закончили их. Dostlarım, hadi şu evvel sam do noqçuş kdona, do sam yazini, Лаудаев, Хири, он алдени Хири. Это не последняя инстанция для нас должна быть. Швейцария муга язинаться, хааль язинаться. Язиница ха Мадардич. Вы تعزم логи включительно, تعاخلوا ما да отсига. تعدолшлик свидетельш истории вы язиш. Вы хам до полноценный 3-миллионный народ до. Так, это империя Сталин, на ты их амелдинаш, вейбен, да, с кем кто-то подписывал присягу, мы подписывали договора, соглашения с этим империей. Нам надо самим, честно тебе скажу, знаешь, что я хотел бы узнать, Аслан? Я больше всего есть у нас где-то в загажниках, я знаю, мне нужно было бы найти договор Шихмурзы Окотского с Московской Русью. Вот этот договор бы расставил бы многие точки над «и». Очень хочу его найти, чтобы посмотреть, потому что те условия, которые говорится в этом договоре, уже дают многое понять, насколько это было, этот договор был как великоподданного, или же это было равноправный, то есть союзнический договор. Во-первых, Шихмуз автономно за 100 километров от материковой Чечни группы. Там Викалвин, скорее всего, и сега Хаччулареш Масахали, и персидские, турецкие империи, Сиятса Юли, Спасулаку, Лячкулы, так, Логар, Москва, та империя, и она, шумилищду, Хосохока, Арвуишту, Нохчевусу, Шуми Тода Дирбент, Каспи, Аяк, так, враг моего врага, мой союзник, Шумду,
سيجاد يونا شيء تعبث بنفسه دقوا خير سكلا شيء خير نوقع شيء شبلون شماية وقع إنتوا أبواب بيشكنا شبلون أوصل خير صار بقى عاد ساديون قاعد بيستعيا جي كده قاعد زوي عاي قد بيستعيا بقى يديجون شبلون شلون كلاشنا روسيسكي إمبيري دوخشي تقاتشوا شلون حيوق كان عشان تملي نستو شلون عم دوي كير سسلوني ديلين في كازانسكي خانسوا حياقي خانوين شو присягаю Ильичу, Астраханское ханство, и ханство, и княжество, хайош, само собой, теперь присягал, дазден, но вы такая, ших музей, ханца, князь, ну цан мотрах, а бэч, мавэй, цан мотрах, и князю, король, ногчи, цан, хану, это он так. Они к этому привыкли, цан, дюхар, бен ногчи, бен амцан, скорее всего, не стал хит, да, цан, князь, Документ. Каждый генерал, князь, Не, но документы же есть, Аслан. Нет. Да я не для этого говорю, не для оправдания нужно, я не для этого говорю, потому что там были ряд очень важных заявлений, как экономических, так и духовных. Там же не просто так, если ты как подчиненный подписываешь договор, ты не имеешь права требовать и говорить, чтобы на твоей территории распространяли другую религию. Чтобы ты мог свободно вести торговлю с Моздоком, с Кизляром, и Астраханью, понимаешь? Вот о чем я говорю. Сам факт. Ну, Кизляра в то время, конечно, не было вообще. Терки, иностранные сига, пограничные, то есть, ночи он, юберка, ночи он, юз уахожен, бинабат, чтобы вы, это совсем другое. Ночи, скорее всего, лямска болжан, хилдат сига, удеш будет, скорее всего, тас болжан, хич, предыдущий бутяне, он один минус потерял, кенти, приятак, дела, ошиб мусал. Он движение як간 волш музыка, а Москва царь иш барабан, иш алилхан дон, шетат подарок шумшаец дон, хабахкен бог. Да не, шебутяне вообще никуда не ездили. Шебутяне, когда уже пришли с войной. Шебутяне, когда пришли с войной, договорились. А поехал туда только, написано по документам, опять же, по документам сын Шихмурзы Окотского. Он есть внук и сын Язин Дуцига. А вот что мне именно сам документ, который был подписан, он интересен. Ну да, я его достану. И здесь пишет один из братьев, говорит, кумыки говорят, что они раньше приняли ислам, чем мы и так далее. Послушайте, друзья, ну в данном вопросе, ну и что, приняли они раньше или нет? Ну и что? Послушайте, для начала, чтобы было понятно, ислам пришел при Умар бин Хаттабе в Дербент. Если они такие сильные мусульмане, у меня задается вопрос, почему на территории Дагестана принимали ислам в течение 800 лет? Если для начала. Начали с 7-го, они полностью, и все дагестанцы приняли ислам только в 15 веке. Это официально и в Википедии, и в Википедии можете зайти посмотреть. Это раз. Во-вторых, не забывайте, изначально не принимая ислам, они отказывались от этого. Во времена еще Умар бин Хаттаба были привезены 10 тысяч сирийцев и заселены рядом с Дербентом, чтобы они уже через торговлю, через промышленность и все остальное распространяли этот ислам. Не военным способом, а мирным способом. И эти 10 тысяч мусульман, которые оттуда переехали, и непосредственно все остальное, весь этот процесс, приняли они, хорошо приняли. Альхамдулилlah, что они раньше приняли. Правда, я одного не могу понять. Мы раньше приняли. Они должны были принять его еще намного раньше, поскольку они есть осколок Тамерлана. А Тамерлан называл себя верховным амиром.
Тамерлан был мусульманином. Как они со времен Тамерлана не были мусульманами? Я этого не пойму. До Тамерлана, мы допустим, да, изам 7-8 века, уже Дербент, Аякан. Хасон, Асундер, Бабая, получается, что ну, в любом случае в 7-8 веке ислам пришел, а окончательно приняли в 15-м Духваг. Чтобы было понятно, чтобы прямо уж так говорить, что мы раньше приняли, вы позже, вы у нас переняли. Появились после татаро-монгольского ига. Кумыки тоже разные. Тарковские кумыки это одни, Чечня, которые живут, брагунские кумыки, никакого отношения не имеют. Это мы уже обсудили, Аслан, мы это уже сказали. Если мне не верите, можете сегодня поехать в Брагуны, Ахмед Олштед, руки ушун, старший из этих кумыков. Вот он мне лично сам говорил. Брагунские кумыки никакого отношения не имеют к Тарковским. Брагунские пришли с запада. Вот с запада, Абакан, свой дочь. Итак, следующий вопрос. Они приехали, интересно просто. А? Откуда-то они. Кто? Даже где-то бумага есть. Билто? Где-то скрин есть. Оттуда, с запада. Кто ты имеешь в виду с запада? Кумыки с запада откуда? Брагунские, я говорю, не Тарковские. Слушайте, и все кумыки, которые расселились в Ингушетии, в Осетии, нынешней, я даже говорю, Моздок, Чечне, все эти кумыки, все они с одного места. Никаких западных... Это просто больше аборигены, которые смешались с этими татарами, монголами, на тюркский язык, кумыки, алапцет, вот и все. Там Ладно, оставим, братья. Так, все, давайте оставим сегодня в покое и кумыков, и кумыкскую историю, они сами свою историю знают. Оставим и остальных, вернемся, как говорится, к нашей тематике. Пока есть возможность, пока мы можем еще говорить и рассказывать. Почему? Потому что у меня как раз таки на Инстаграме осталось еще полчаса ответить на эти вопросы, которые у них есть. Телеграм-то я могу еще продлить, а вот Инстаграм, у меня уже время заканчивается. Поэтому послушайте, я думаю, что на этот вопрос я ответил. Кто принял раньше, это ложь. И были сражения с халифатом. Кто принял раньше, это ложь. Слушайте, я не буду сейчас говорить. Лезгины говорят, что они приняли. Леки говорят, что они первые приняли. Но скажу так, логически... Не приняли, заставили принять. Асла, айдейл да, адбитаю, айдейл да. Как можно такие вещи говорить? В Дербенте похоронено 40 асхабов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они открыли ворота, приняли мусульманскую армию, приняли гарнизон. В Ахтах через 17 лет после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была построена первая мечеть. А в Дербенте после этого только через 80 лет была построена. Это древнейшая, четвертая, можно сказать, по значимости, или пятая мечеть в мире. Итак. Институт, университет. Друзья, собраться. Инстаграм чабочат, попрощаться сюда, ашока просто ехали, паникять. О, Третья мировая война был бельметр. Уважаемые друзья с канала Инстаграм, если вы дальше хотите узнать наши жесточайшие дебаты по истории Кавказа, я так понял, с Чечни мы сегодня точно перешли. Переходите на наш телеграм-канал и переходите на наш YouTube-канал. Там у нас продолжится дискуссия. На Инстаграме мы заканчиваем. Следующий эфир у нас будет послезавтра, в пятницу, как и должно быть. С подготовленными доведем до конца по документам вопросы. Всем огромное баркала дейресхил. Всем, кто сегодня, если задонатил, шудал саадуэл, Будиснак израшка соудалетил. Если нет, даже шундейресхил эфире арна, не забывайте подписаться, ставить лайки, приглашайте побольше людей, чтобы участвовали в наших и дебатах, разговорах. Мы можем говорить на разные темы. Главное, чтобы у вас был интерес, главное, чтобы люди подключались. Если будут вопросы, пишите в директ. Если будут какие-то старые карты, старые документы, не стесняйтесь, отправляйте в директ. Я рассмотрю и скажу.
Было, загрузили уже давно. Еще раз повторюсь, прошу не присылать мне ролик с этим кумыком. Этому ролику уже 4 года. Его сами свои кумыки поймали, узнали, сказали всем, что это не историк, что он то ли какой-то сельский, то ли сторож, то ли кто-то. Не обращать на него внимания. Я вас прошу, этот ролик не присылать. Остальные... Да, его просто-напросто через столько лет закидывают наши некоторые недоброжелатели нарнийские. И уже Кировинтига выстахал. Всем огромная благодарность. Мы встретим с вами в пятницу в 21:00 или 21:30. И в конце, как каждого эфира говорю, я прошу ради Всевышнего Аллаха, если каким-то образом обидел, задел или оскорбил вас, я прошу прощения. Мы не оскорбляем, не задеваем ни народы, ни шахары, ни тухумы, ни тейпы, ни фамилии. Мы говорим об истории только так, как мы ее знаем, изучаем, читаем и доводим до вас. Всем, кому интересно, подписывайте, приглашайте. Здесь вы узнаете об истории, о культуре, о традициях, географии и много-много нового. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Адикуэл маршал. С вами был Башлам. Самое главное, наша 3D. Диба диша даха санхами нохчикам. Адикуэл бюс далдей калеол. Ну, чуть версию. И да, более последовательный слушатель Шнадик Хаддари. Вы 1745 год, Цулхала. И вы Хилбубо Мох Алдашна, да, Сулак Ткачот. Цумалят более детально, документально алом дуя, что он хает. Примерно там 1500 летает. 1400 летает год. Не, 1000, слушай, Бирто, ну сразу дисмаде, во-первых, 1500 Эль-Джасауму Керуляцун, 1500 года. Это ну, 16 век, а Ших можно оттуда начать. Да, только оттуда, потому что в 15 веке это еще до реконкисты. Да, вот деквады созду. После монастырской Тамерлана мы еще не оправились. Все говорите, Башлам. Хаджал Милуаду, Ас-Ол Хон, Сосан специалист по Дагестану и по Республике Ингушетия. Документально, да, документально. Он на меня может сослаться, он документ. Он документ. Лауда вица, вахушти документ. Мега он нохчит, он случай олждек, це мега он. Türkiye'de, Aberdeen, Zabır, şu sayın. Ya, kıyasın, acil asin düğütün, sayın hoşdek, as yaşna on, diyor, tamam, on, doküment, sayasın, daязин сагла. И бужуртану могу там документ, где что 300 лет какой-то профессор бужуртану был сослаться. Цена, чина дир дон, таудуна. Ас ол койгдона и вай харметтик тана язин яти тана هو حقوش ياسي شنو وي تا $10 опять خلقيته يحيط عماداتك وي تيريتوري اتريكي سولاكي دوقيدا примерно هذا درياس كوشيل خيلت ثاني امبيري بوع خيليات تندر ياتر يازين بيرسينوش يكيخش يازين غويو دير بنتسكي هنا شيكينسكي هنا شي بوع يش يازين اكثر شي بوع يوتك يازين ما ياتي تعمودو تندر بيرسونو تدازينا وي يا ترك تدازنا وي يا عرب تدازنا وي نو تعم كازك تاع خم خلمك تعمل يخش نو تاع في سالنا خمت يبو يازين يات وي تاع بيل موت كتلي يقول الكسندر انا استراتيجيسكي متك شكات غيلوي империя цухена хайокши кухила там вдоль большой реки морское побережье и ютер передвижение ханнши лел мабати что тем более да бях мы был за более краткое сжатое краткий ответ дал Даниил вот кратко лушу хосок персидские империи но дона حقوقاً персидские империи и дербент без проблем хайакан царик хайакан цана и передвигаться до Дион, она коммуникация, что мы языке, они максимум цухена империи, миллиардов, 100 километров они могли контролировать. От Дербент, Айоктар, от Дербента Дион, до реки Сулак, миллиардов там, 100, 150, 200. Вот это расстояние они могли, когда Дион, гарнизон, крепость моя теперь. Уж Хагуэтан, Сулак, если Сулак, река, крепость, Гельбах, Олши, Чили Юрты, Алацон Сулдя.
نخشي يدخلوه هنز كيزل يوتيجي أوتومات يعني جلباخ أولش كريبس خلوه نخشي خلوه كريبس حياق بوختون بينا بيرسش سياق لا تارجي كريبس يوبان أبات شيء دربنتي شوز لغديونه это где-то 6-7 векаш до иштион или идуктигани точно солнца или 6 или 7 или 7 на 8 через 100 лет арабские империи но и дербент حياقن без проблем تيجر حقوقتن ايش جيل باخته حلق ويل تيجا تاع مالك دون وخاتو تاع اذا وتير بلشوي دون امير دون سار جوت وان بنات جيل باخه حجر ايش نختي بن قخلولادات يجيل باخه حياقن عربوش نو اني استقيمه بلشيمه باتيرمي وزويوالي يبرجي بقي كما دير شيء بيان اس دربان تعبوا يقنش ايش بويتي مش وصل اصحابش او قشتو صار ابراتنا شيء بيان ايش يا دربان ايش تعبغنا انه يتريب بس رجل وش يدينا صار حياقن صار اسيك زاشيتنش وشلي غوريس كريسو نوخشي بو ايش تعبان تو ايش قمت ديون بوصل استوى او دقوي نوخش ديون اسلاسنا اول يودق دو شيء وجد ديون دقست قامنش كومي بوصل بين تلاسنا ايش تقصون استوري تندل وي داز دين داتي نو يجل باخ دغوا ديريز هو ضلع هينجي سونا بشلام على درت نوخه صوتول دع لاتنا شبرغا دونا دي دولار سونا اشتا سين خير دريتي على دقيقه ما دويتي على خوتش نوسا. Ну смотри, если ты хочешь ответ от меня, ну автоматически с 14 по 15 века можем забыть, там никаких наших людей не было, кроме если речь идет какая-то часть ауховцев, которые остались. Что касается сулакских земель, кроме топонимии, гидронимии, которые есть у нас на родном языке, нету доказательной базы. Культурный класс там Кайкена-Харачоевский. Это? Кайкена-Харачоевский класс культурный, это обозначает Ваяюи, инстан сюли шейк эл-Ахиларитера шеяюи олы. Но он же и называется Кайкена-Харачоевский. Хотя, в принципе, Зандакский, Ютига Харачоевский, Ушай Гуэнигюс. Но то она, и да, тягаду, и шарин чамел, ильман серу, ой, предательшка, да, она, Даниэла, Укибеш, Гаджиев, Тигахилу, Изураб Гаджиев, Деда, и Вильямин, Цара, ночью что ли, Хайнха, Дикни Газу, Яла, Ята, и Вайхил, Ята, жизни тут и Яза, Дидати, Егойтер Дати, Вайгад, Аязина, Цундер, Вайн Юршик Кую, Духар Дуинда, Бирто, Вайн Юршик, Марковин, Вари, Марковини, Винограды, Вихилила, Цухайна, Царбин был, Бол, Храскуп, Швари, Серж Ойлах, Цуау, Бинбол. И Белч Безвайн, они показывают очень многое. Если масала сунбахан, сирж ойла диха аух ваша, цул диха эт вайхит икатчалца, вайн керваш, бухбош, кирч, и дахч сани дала археологический раскопчуй, царь сани дуэст хум далаха, так ишт бия доказать вайгдалу дас, а даязина вайгах цейсна и хум шса цейсна. К сожалению или к радости, реконкиста у нас закончилась, с 15 века начали спускаться. У Абис Булбельчхайна не до того было, Сулак Дючах Целыш, Хундача, уже халкатчился, шарк халкатчился, халбахтин Сюлихилла, Укартани, Дидуачтани, Царцани, и халкач Бокудом, ой, порот до латништари, ой, юдор датса, что далец латништо, что иштенистер дуой. То قيس قوارد إقاتشلتsa دقاتش دلوية قرخوارد أولتنا قرخوارد أولتنا قرخوارد إقاتشلتsa وين ما خاطر وخوشن غونكي خلا تيركل ديها وخوشن نوغي خلا هوب سيحة أو جرنشك بيست قاتشلت وخوشن غيبت لوية إلي خلا بيكش إتيوت и плоскостной территории он вашему ючек начинает малой кабарды шамел до латниш теркел ахилду ديستيركل دي مو سرش دليل إذا نسوي لومر واحد استي خنشري يتسار يتشوي قصة مثلا عايزين مالا تشنيا يول لاتن شي شادر شتقدر أولي هم كده عبيلوك غال قاتش لاتن شي كارتش تار هم دوكش تاري كارتش دوكش ديدو تخينا وي دوكش خينا عميت عليات يو واحد استي يقدر جيم يويتشول
Тарковский, Айдамирови бошат, Эльниш Мукцарц, Эшчош был. Цар Уахбах был бельче, цар Уахбах кинчарна, Уайк Эзик би Уабош боче, Халлак беш, Элиич, Уая Дукдат, Уада Дюлдершхена. Халлак беш, Элиич, цар Ихумс Лилу Дулдече, Аквай Ихилдина, О шунук Эрса Хавайт Убгерч Оник, О шун Бай Истагаса, بوخ بالله Уабах, سؤال نقش, да. تسول حال خلاح اتقن شن قابي قاوي تغلق إلاتنش لا زار حي شو عاوز خلا ترك دعيا شو عاوز خلا؟ وش بنتو وش دعيا زين دول هندري انت عموما شو الدوكيمنت حقيات دعيت كيف تسخلشه археологически би асундер майлери в первую часть вопроса дагдаван археологически би доказать долг датсиг авайниш хала ай доказать дохлду хунда ача и джей один ваяю джей один сюлюшию تعجيم رزلي يوتان يقع قيتيو دقة وين توش محمد في أنا سلطان مطيع مطوي اللقاء وين مصلا باخ أصلا это был уже 15-16 век وين سلطان متحوي خني إيش غويخل سيعبل غونكي باخ أصلا أتصول حلق وي إشادو لاتنش غويخل ويشير يوش خلر تطيع عيازين يسيدو أصلا أنسألق يازين чириев дюч хана. Естественно, граница между Дагестаном и Чечней была река Сулак, Алязинда, Вайгадамаду и документ. Да. Вот. И целый документ тебе дать, а когда деговой карту, раз ты штилин. Да, и как вот ворон сохлюга башлам, хлюга докку картнеш мадей оригинальным да бдир хадят стиль. Если агойч действительно и лач дома да, дуй гойч. Дуй. Но столетие Тигамуду Хайон 1550 по 1670 или 50 столетняя война Эрдотига. И столетняя война Хундиазин до Киечвацо и до до Каспийский море те качалс до карт до Ингюи дирбен те качалс вайлатни что это. Тут я столетняя война Элязинду. Я не могу понять, что за столетняя война. Вот этого я не пойму. О чем там речь идет? На самом деле мы, башлам, на самом деле мы, дошна ночи халити, мы выкинем умницы. И 1200 монголо-татарские игры целовал хат. Да практически до царской России, до 19 века или начала 20 века ходу. И тысячелетний помбеш могу так ночи территории. Моссуана тамюа, Моссуана эзержара тамюа. Манисло сот исторически. Территория войны, вечная войны. Да. На самом деле, вечно тамюа, Моссуан тамюа. Бахбаша, итбаша, يوقعني هو أدمن شنو شاينتين ودا توبين مباز وجين ودا تعتقد ولز داش در هيتصل ينزل سير دا إيش دون خلوش حقق نمسلو أنت مثلا نختي قوم لوم شو عاشي باش نشيخ كان شيء سيجنال وما دزور وما خواتين لوم عاش مخلي شنو تخينا حنش مخيلا إن قدر مسكري وانا وصدون إن تخانق شو تاع دوت خكروشي إن تقداسيون سبرخ دغلي يجنبار أو تساعدون تخانق شو ترى ملخ شي غلو بولش بعشو تشلوم حلمش حلبوش تاع باوس كيوت شدون نقبار يفضل دون سونجي اشتوج بوبار اشت تيرك سونجي اشت جمسيا والوت دوي دروغي بيلا تو سيغا حنش خيلا تاقلو تحنش كل لمش كل دون تاع ياونا تعبولا متليلي امبيريش اتلخي درجات يشتون حيو امبيرينو تتعرش خلوش так وي обратно халду يشخل لا مش كتاب عايزين برغوتو يا واحد يشخل دوي ايش اين اخوي дудел и больше именно последний оплот творящий в основном именно яти ва лаха е юлинер вечер но из разрушать я мою лаха уже ящер союз кацаумаду шудугдаш не забывайте, что все наши ученые, истеблишмент наш научный, где защищается? В Дагестане, в основном. Дагестан. В основном баш. Не все, конечно, но в основном. Так, что он са, царь, сега, цаун ночник, чак доли тардать. До тех пор, пока у нас не появится своя база. И степень защищать. Вроде бы сейчас говорят, что-то там открыли.
Но того не у вас там должно быть определенная плеяда профессоров, академиков, ишхил без тебя, там количество цачей, ваковские цели, ищу тебя хлеешь. Да ладно. Да, так, пока да, нет, так. Я чак садовличум, шхеду до хода, кин, лух ваша, ясияд. Да, критис, давай колшун, дерез, ладу, шайрус. Имамат Йолчхена, прикаспийский край, 19 века карты, и хайчу, и Сулак Дихи, 1847 до 1860 года Прикаспийский край, российский субъект, Хил Сулак Диха, а Сиха, я цанный край, мрай, Сиха, яхканчин, свободную территорию, тут Ламбеш, яхканчин, Кадал, Агаспи, экспедиция, Хайо, Вайчаша, Кадал, Юрту, иш территории, Хилю. Сулак Диха, Прикаспийский край, 1860, уже в территории, Хаякч, уже от Сулака, Терская область, от Сулака до Кабарды, что он. А Дихи, опять же, Дагестанская область. И Дагестанская область, бог, коммунист Эдал Даллац, Лятанью. Коммунист Эдал Сталин, что он, 1921-22 годашках. Таелю и Дюхар Хасвертовский округ, ну, потом уже в 1957 году Кизлярский район, Ногайский и так далее. То есть, Диха, Хилбук и Сюили, коммунист Эдал Даллац, Алретизом. Да, за Сулаком. Да, Дагестанская область за Сулаком. Терская область Йолчхена за Сулаком Хилбукуш. Аварти юст, я из коммунист Эдал Даллац, Сулак, Сиха. И гонки Хилей, Султан Мутсиха валь, цу последователи Шиидаса, Шивежерстанец, разборг Шешмахилицу, Оцхена, Эндери Вахайна, и Нохчатик Вагуэзл, Лаха Кастудир, Ичкери Вахин, Шивежерстане, Юкмехти Кастур, Маятичничи, наследство. Ему Нохчи сказали, Вола, до Эндери Юан Лаха. Осметя дон, Буабо Нохчиш, Роди Дон, так плюс и шейх Бог Шмахили, Бусул, ученый Хилей, Султан Мут. Так хайца, хай بوصل ديني هاي شكولا مدرسة هاي صاروا نيك شغونكي عاقول باش هاي فيجش يستو قرية على إيش واقعين ويتن هو تين كانت شبوخ ثاري لأن يبوخ إيش كوستك موستك أولش نو دو سلطان موتا تعاكو مكسكي يوتيات سياحة خالوش نوخشي يوتك داخل شيء سلطان متولش غين عموي شيخ مرز دعو كيزلار يولشي وعاقين نوخشي لاتسغيل كيزلار يولشي وعاقين تيو إمبيريس غاميلدش نوخش عير مواتي تويست دونا إلاسيسك إمبيري كاسبي تيجش وتكزلار يولش أغور مورا بولش أغور يغون كيتا نسويلتان تيجا خديش دون يا أواريت سنسويلتان نوخشي نسويلتان يوت إيش ناس تبيك دوي أسبيسنا إستوري أوري سخين عيوش دين حيوخش كون دالش إتغاسكش العياج يشمايه يتقي بيسنا غاسك إستوشنك شتاح يقي وإستوري Да. Баркал. Так вопрос, вы умденчик, ну, здесь солочно, и давай. Если хата штата, я кивадуч, что интересно так. Интересно, да, Башлан, я замазланный. Да, мы войну обдючена, а دوكو ديسكاي قومسن طوق خلط ابتغوز شغبو